Бисмилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейстикел. Доброй ночи, дорогие подписчики, доброжелатели и не очень доброжелатели. Ох, когда спятся кварда олды, зато вообще не слышно будет. Текс. Добро пожаловать на канал Башлам 3 девятки. Всем ассаламу алейкум, братьям, сестрам с Ютуба, с Инстаграм. Ну, вообще говорят, что это более поздний период, тоже революционный период в это время. Считается, что сказали Deeds all Шадуи, но шейх Дани Арсанов, что в это время, в этот период территория между Ингушетией и Чечней делится по Мартанке, или иначе говоря, теперь уже по Фортанге. Вот. В этот период, это где-то с первой половины 19 века и второй половины 19 века, вот с этого периода она так называлась, а с начала, наверное, 20 века уже в эти периоды считается, что делением речка Фортанга. Башлам Мартанка, Урус Мартан связан. Нет, Мартанка, есть река Мартанка в Урус Мартане. Вот, но Долт Мартан есть еще у нас, как мы знаем, Ячхой Мартан и Урус Мартан. Поэтому раньше так она называлась, по крайней мере. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так сказать. Вот. Но это в верхней части, не в нижней части. Нет, не протекает. На сегодняшний день Фортанга находится более западнее, чем Мартанка. Поэтому, думаю, всем это более или менее понятно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сулак у нас назывался Уайхи. Не Гайтинка, как есть сейчас речка, а Уайхи назывался Сулак у нас. Но они все втекают в Сунжу. Мартанга, Фортанга, все эти притоки втекают в Сунжу, Сунжа втекает в Терек. Терек втекает уже непосредственно, насколько я знаю, в Каспийское море. Сюли могут говорить все, что угодно. Сюли вообще не имеют никакого отношения к казино. Юзан Ам не имеет никакого отношения к Сюли.
Те, которые жили недалеко по соседству от казино Özan-Am, это были анди. Вот. Андийцы только сейчас, в последнее время, начали называться, начали вот с советских времен, начали их приписывать. Ну, по крайней мере, так они сами говорят. А на старых картах дидойцы и андийцы, они идут отдельно и никогда не идут совместно с непосредственно аварцами. Аварцы идут как отдельные. Ну, я вам показывал и карты, показывал территории. И исследователи в то время их не фиксируют. Первое фиксирование в 1833 год, кажется. То, что они пришли о том, кто входил в подтверждение, входил в состав России, какие племена, какие народы, общества. Они, конечно, Хамхуай. Хамхуай это чисто Аллебо. Хамхуай Аллебо. Ну, насколько я знаю, более. К сожалению, мир нет. В 1983 году часть вот этого куска отдана непосредственно председателем ЧССР, в то время был некий Боков. Он отдал его как раз таки Республике Дагестан по каким-то договоренностям, то ли просто с Москвы сказали, и он передал. Башлам, как думаешь, почему среди ингушей больше чеченофобов? Потому что русским нету, в принципе, дела до нас, честно сказать. Если среди соседних, это их личные проблемы. У кого есть, кто является чеченофобом, это их личная проблема. Может, в наше время, как и раньше, возможно, выкуп земель, рек и так далее. Пока я не видел такого. Я не знаю, какие будут сняты, какие будут непосредственно законы в дальнейшем федерального центра, но пока все является это собственностью федерального центра, и земли входят непосредственно частью Российской Федерации, и они в аренду сдают, но в частную собственность, по крайней мере, я на выкупом на всю жизнь такого пока не видел. Пошла, у нас есть карта, где указан выход на Каспий. Выход на Каспий, это имеется в виду непосредственно у нас, это неправильно будет сказано. Терская область, да, Грозненская область, когда были депортированы, да, такие вот выходы есть. Башлам, значит, мы тоже можем предъявить, что сосед отдал наше озеро. Ну, предъявить не могу сказать, но то, что это исторический факт, это я могу вам сказать. Я это публиковал, показывал. Почему среди чеченцев есть чеченофобы? Ну, значит, среди чеченцев чеченофобов нету. Есть залетные, которые хотят называться чеченцами и не любят чеченцев. Такие есть. А среди чеченцев как можно ненавидеть самого себя? Но если он психически уравновешенный, нормальный, у него все хорошо, и ему не нужно в дурдом, то ненавидеть свой народ этот человек не могут. Поэтому такая вот ситуация. Но я же публиковал вот это еще в будущем, еще раз вам покажу, прямо подписано, какие части. Вот это, как говорится, третью часть, или треть, отданные непосредственно Дагестану, там указано, что это все происходит в 1983 году. Хотя даже во времена после возвращения с депортации и все остальное, в те времена их даже не отдавали. Не знаю, почему позже и в чем заключалась вся эта суть, я не понимаю. Поэтому желательно спрашивайте про историю
географию. Я обсуждать соседнюю историю не хочу. У них есть свой там генерал стратегического назначения, который, что ты думаешь, ничего не думаю. Не читаю, не знаю, что там с Тухуговым. Абсолютно без понятия, что с Тухуговым. Не интересуюсь вообще. Ни Тухуговыми, ни другими. Отдельные провокаторы есть среди. Если ты про казино, Башлам, Слепцов, кто был по нации? Насколько я знаю, был терским казаком он вроде бы. Не могу точно сказать. Я не интересовался его родословной, от кого и как он появился, но вроде был терский казак. Ну, русский казак — это синоним. Нету никаких с этим. Вот. Ну почему же? Недавно там Гагаян бегал, призвал на занятия. Паша, расскажи, пожалуйста, какая основа объединения в тайпы? Это родственные связи или территориальные? Нет, тайпы — это кровнородственные связи. Тухум — это территориальное объединение. И первый донат сегодня задонатил брат Адлан. Адлан дался Эла донат, дал Духуахуэл. Огромное спасибо моим братьям, которые помогают донатом поддерживать наш канал. Я не знаю, кто там бегал, просил за себя. Ассаламу алейкум, Башлам, Южари. Башлам, ты про полевого историка. Ты про полевого историка чеченца Калсына. Не понял вообще ничего, что ты сказал. Я знаю, что есть полевой материал, полевого историки, я не слышал такого термина. Ошибаешься, братан, там живут в основной ингуши, может, несколько семей там есть. В Сидахе живут много чеченцев. Мы не разделяем, у нас чеченцы ингуши. Да. Башлам, если я за меня спишут способны. Башлам, если я задоначу, меня не спишут как способник. Задоначу как террориста. А с чего ты взял, что я террорист? Адлан Бурсаев, алейкум ассалам. Мне донатят многие и чеченцы, и ингуши. Очень много, часто раньше донатили мои братья адыги, особенно с YouTube канала. Заур там звали брат, он часто донатил. Я обычный блогер, общественник, немножко историк, поэтому донатить мне, я не видел такой статьи, за что. Вот. Мне иногда вот с Европы наши братья через PayPal адрес отправляют, тоже никогда никаких проблем нету. У меня открытый доступ, может проверить любой сотрудник любой службы. Все, что я покупаю, это или же книги, карты,
там что-то технические какие-то моменты. Да у меня и не бывает таких больших прямо поступлений, поэтому пошел. Бузуртян в компании, и компания молчат без новых говна. Нет, не молчат, очень много. Он сейчас не столько часто задевает нас, вот, а так рассказывают все те же сказки, байки, байду всякую несет. Нисунд я дал эту бахколба. Амин массубу сулчнех вахкил. Нисунд я баунд я. Всем, кто, как говорится, на пути справедливости, дай Аллах здоровья. Вот, и всего наилучшего любому человеку. Не знаю, я никогда не занимался проклинанием и проклятием. Для меня особенно странно бывает, некоторые люди мужского пола, неважно какой бы национальности не было, когда начинают плакать, материться и проклинать вместо того, чтобы говорить. Один нарниец чекиндейского происхождения зашел, и у меня пост про выход на Каспийское море. Это междуречье Терека и Сулака, что там проживали ногчи, я написал пост. Так вот, один чекиндез нарнийского происхождения пишет там проклятие типа Эматина, Жижга, ты чуру и так далее и тому подобное проклятие. Как женщина, конченая, базарная женщина проклятие пишет. Я удивляюсь таких людей, тем более, когда этот вопрос вообще и не касался его. Но да ладно, таких людей сами не имеют ни мужества, ни даже свое лицо показать, записать свое имя, ничего нету. Просто вот проклятие, вот зашли и вот под несколькими. Один пост он пишет там, где про армяна, там один армянин, который зашел, говорил, что Египет это тоже бывшие. Ну, короче, весь мир армянский рассказывает, но этот приход нарнийский. Там написал он и выход на Каспийское море. А сам не является ни армянином, не является, ни сюлой не является, он является другой национальностью. Так что вот такие вот люди есть, которые как женщины конченые, старые, плачут и пишут такую ересь. Ну, плакать, ныть, я не знаю. Я ни от кого не скрываюсь, показываю свое лицо, говорю свое имя, свой тейп говорю, свое происхождение. Никому ничего плохого не желаю. Но вот такие люди есть. Я думаю, которые живут в Иордании, Нохчи, они должны узнать насчет Уарсхой, Эхица, Шешху, Нохчи. Я уже говорил, Буарз 3 шестерки, 2021. Давно уже разговаривал с ними. Еще когда эта тема только начиналась, я проводил прямые эфиры с Урду Махкар, и все они называют себя Нохчи. Понятия, как войнахи, там даже нету. Вот, как слово есть, но обобщающего понять нету. Даймуахки есть, вот это все есть, а вот понятия, а остальное нету. Тайпы они называют, все они говорят, это тайп, это тайп, но ему все Нохчи они говорят. Вот, по крайней мере, в Иордании. В основном в Сирии то же самое говорили. Один мальчик уходил на связь года 2 или 3 тому назад. Мухаммад его звали. Но потом через его родственников кто-то нашел метод надавить на него. И он, бедный парнишка, его родственники попросили, он сказал, что типа здесь каждый называет себя по отдельности и так далее и тому подобное. Ну, что поделаешь. Аллаху алам, я этого парня не заставлял, когда люди заходили в эфир, показывая свое лицо, называя свое имя. И внизу подписчики задавали вопросы, кто есть, кто, как называют их там или здесь. И они отвечали. Никогда у меня не было ни желания, как их там, кто там, что называет. Вот как вы сейчас задают вопросы, такие же вопросы задавались и задавали им. Поэтому позицию надо
Сейчас слышно? Раз, два, три. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Звук дикер, да, слышно. Ну все. Это радует. Салам алейкум от Ингушетии. Ва алейкум ассалам от Нохчича. Хэз. Ну все тогда. Наладилось, значит. Сильный тот, у кого сильный аргумент. Согласен, Башлан? Ну, нет. Сильный не тот. Сильный тот, кто говорит правду. Это раз. Во-вторых, если ты исторически говорить об исторических каких-то вещах, то силен тот, у кого сильные аргументы и доказательная база. Вот факты, аргументы, ну и плюс ко всему к ним относится вся эта доказательная база. Поэтому, кто бы что ни говорил, силен именно тот, кто говорит истину, правду и боится лгать, потому что завтра, в судный день перед Всевышним, придется за каждую ложь отвечать. Без разницы, кто бы, что бы это ни было. Вот. Да, это карта Броневского. Она у меня лежит здесь рядом, вчерашняя карта. Да нет, ничего удивительного, уважаемые братья. Территория одних же Нохчи, там по всей территории написано, и кистинцы написано, и мирные, и ичкирийцы, и мичикизовцы. На одной территории все эти разные названия лежат. Вот, Броневский использовал всех их. Вот. Это, само собой, общество все под одним. Башла Муса цвала связи и замовар дик историк. Муса. Что за Муса? Да я ни с кем, кто хочет просто пообщаться, поговорить, я прямо уж, чтобы сильно... Здесь разная же тематика, не обязательно по истории. Поэтому любой человек может прийти, отправить запрос, и мы пообщаем. Вот, пускай приходит, отправляет запрос, и мы можем пообщаться. Доступ-то открытый для всех. Главное правило для любого человека, который приходит в эфир, это в первую очередь показывать свое лицо. Аренбау передача. Я не ухнулся, вестишь. Не знаю. Честно сказать. Муса седой. Я не знаю, о каком Мусе вы говорите. Муса седой. Ибн Фулан. Так, Башлам, у нас была своя письменность. Не кириллица, там чисто своя письменность, алфавит и так далее, скажем, до прихода империализма. Ну, до прихода империализма неправильно. Это если вы имеете в виду царской России, надо говорить, империализма, это как-то терминологию неправильно подбирать. Еще раз, есть проблема в нашей, как говорится, письменности. Зафиксированной письменности у нас как таковой нету. Есть предпосылки,
но доказательной базы нету. Я видел много разных, 5 или 6 алфавитов, что якобы это вот наши древние там использовали. Но однозначно мы можем сказать, что мы утеряли письменность, и у нас осталась только устная письменность. Мы же сами использовали и грузинскую вязь, и греческую вязь, и арабскую вязь. Поэтому мы, альхамдулилlah, Ахмад, довольшу. Поэтому у нас и кириллицу использовали, и латиницу использовали. То есть тут почему и как мы использовали, и что мы, какая была у нас письменность, мы, к сожалению, не знаем. Вот, и Мадайва, и Адячтег, вот тоже нас, то же самое нас упрекают, и некоторая интеллигенция советского периода, некоторые евреи упрекают нас, что типа, если вы древние, почему от вас нету своей письменности? Якобы до прихода советской власти, до прихода кириллицы у вас не было. Но это ложь. Кириллица появилась у нас в 1928 году, 26-28 год, там, грубо говоря, до него у нас была и латинская вязь, до латинской вязи была и арабская вязь, в основном во времена и северо-кавказского имаматства. Вот. И во времена шейха Мансура арабская вязь была. Мы в горной части, которую мы называем Дзурдзукете, Кистете, нашей родины, у нас была и грузинская вязь, мы находим, есть тому подтверждение. Греческую вязь мы тоже нашли у себя на территории, то есть использовали. Поэтому здесь, к сожалению, вот такая ситуация, что кроме как гипотез у нас нету таких вот доказательств железобетонных. В тепторах везде жейны, религиозные писания, все на арабском, латинском. Это есть, мы публиковали, это показывали. Ничего тут такого нету. Ну, как говорится, найти... Когда-то она и была, но не сохранили. Вот, ни один, ни древнее другого мы равны. Ну, ты сейчас вообще не ту тему говоришь, Евло. В Африке живут нации, дагоны, они считаются очень древними, у них тоже нет писем. Вопрос, что нету письменности. Да, письменность есть, но мы утеряли ее. Устная речь осталась, и причем, как же узнали, что урартийский язык, урарту-хуритский язык с нами совпадает, и слова один в один полностью совпадают с нашими близкородственными. Как думаете, узнали? По разговору, когда те начали зачитывать, сопоставлять, и больше всего слов, совпадающим с вымершим уральским, хуритским, уральским языком, только наш язык. Башлам, надеюсь, твоя на фамилия очень... Я не знаю, Амад. Как бы загадывать заранее мы не будем. Нет, сегодня задонатил только Адлан, и когда приходит донат, есть такая мелодия у меня на телефоне играет, и его сразу услышите. Если придет, я всегда зачитываю. И благодарю, что вот поступил донат и все остальное. Если книгу присылают, книгу показываю, все показываю. У меня секретов ни от кого нету. Я не такой человек, чтобы прям что-то скрывать, укрывать. Вот. Я ненавижу людей, которые матерятся, которые... Это слабость. Но имеется в виду в общественном пространстве, где много людей, материться и так далее и тому подобное. Это вот бескультурщина, вот эти темы. Поэтому думаю, что материться только падший человек. Да и любой человек, Всевышний Аллах дал нам язык. И нам выбирать сегодня, как себя вести, достойно ли. Башлам, я так понимаю, что Симсир достоверно входили земли современной Чечни
Симсари, Чечня, Грузии, Осетии. Нет, не входили. Грузия и Осетия не входили земли в Самсир. Это входили территории, входила часть, в основном это Шаройский, Чеберлоевский, Веденский, Ножеюртовский, современно, если говорить. Вот эта область, и я бы даже сказал, частично Шатойский район, вот эта часть, и Тумкалинский, вот она входила в Симсир. Осетия, Грузия, я не думаю, что входила, и не видел я такой карты. У меня вопрос, почему осетин Ф 1389, из 1389 слов, их соседи, которые целую книгу написали про букву Ф, их 67 или 68. И то наши слова эти, как так? Ну, не знаю. Собрали огромную сумму денег, напечатал книгу про целую букву Ф. Надо у него спрашивать. Я не сильно интересуюсь, и мне это не настолько важно, есть ли Ф, нету ли Ф. У нас до определенного времени его не использовали, я это знаю однозначно. Вот, но с распространением ислама буква Ф необходима, потому что она есть. С приходом ислама ее необходимо использовать. Поэтому... Но я и говорю, Софика не входила. Сегодня ни с кем не будет эфир Башлам. Я не знаю, я эфир провожу, запросы, когда отправляют, я принимаю. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. И брат Харуан задонатил. Харуан, Аллах дал саадуэл, дал духуахуэл. Бодистек эзашка соудолил. Брат Харуан задонатил. Огромное спасибо за поддержку нашего канала. Огромная благодарность, брат. Почему у грузин нет F, они же вместе, как с их слов в современном отзыве? Я не знаю, почему. Вроде бы говорят, кто-то говорит, что нету буквы F, кто-то говорит, что есть буква F. Я, честно сказать, не могу. Я имею в виду черту или рамазот. Черту или рамазоте заходят, когда хотят, просто когда что-то хотят обсудить или спросить, заходят, задают и уходят. Тут ничего такого нету. Да любой человек. Вчера зашел вот этот Гогиев Мухаммад Убарицу, он зашел, правда, немножко не в тему он начал разговор, потому что совсем не о том он говорил, потому что я говорил о нашей территории, он говорил о своей территории. И вот как-то каким-то образом, ну, все-таки мы поговорили. Хотя многие там, когда Шамиль выходил в эфир, мы разговаривали с Шамилем, опять же, заходили нарнийские женщины, которые начали плакать. Там есть отдельно вопросы, которые мне идут, только я могу их видеть. Вот здесь, я вам говорил, кружочек с вопросительным знаком. Он мне прислал там, начал писать там всякую ересь. Ну, на них мы и ответили. Если есть вопросы, конечно же, из Ютуба, и всем отвечаем. Ютуб, Фейсбук, все, кто может отправить вопросы, может отправить, и я отвечу на них, если, конечно же, знаем ответ. Да, я видел вот эту лабуду, которую мне прислали, что якобы акинцы являются ингушами. Это написал Айсак Адзоев. 2017 год. Айсак Адзоев написал, что акинцы это галгайское племя, которые занимались выплавкой металла. Я не знаю, почему и каким образом, но вот такую ересь они забрасывали еще с 17 года. Башлам, как умер этот Ермолов и как он покинул Кавказ? Есть какие-то, нет, не версии, есть официальная, но он утратил доверие, с Кавказа его сняли, умер, состарился, умер, так сказать, как обычный отставной офицер, где-то в Москве или Подмосковье, где-то там он жил, там его автобиография есть, я не сильно его люблю, не интересовался. Проблема в том, что здесь по его выстраиванию его политики на Кавказе, запугивание, там огнем, мечом выжигать, все это показало крайне неэффективную
свою, как говорится, крайне эффективную политику он показал. И вроде бы Грибоедов, говорят, что писал письма. Вроде он был вначале другом, говорят, Ермолов, но написал письма императору, что, короче, нажаловались на него, и его сняли с этой должности проконсула Кавказа. Вот, Башлам, очень хотел бы с тобой реально увидеться. Вот никаких проблем нету. Сколько людей приезжало ко мне, и домой в гости приезжали, и в городе встречались, чай попить, пообщаться. Никаких проблем нету. Я простой человек, любой может увидеть, пообщаться. О, Харван дал духу ахуэл, Садулаю Харван. Достойный волк из элистанчхоевцев в эфире. Элистанчхот Узбук. Кадзоев, патриарх Умабах. Я не знаю, патриарх или что, но ересь он написал в 2017 году. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. И кто-то мне его сегодня скинул, вот эту ссылку, что он там написал в какой-то книге, что они являются там Башламу, Хуга младший. Да ничего, альхамдулилlah, держусь. Дома, в основном, сижу дома, пишу, читаю, как вы видите, нахожу, закидываю. ДРС, бро, когда увидимся, лично тебя больше. Вот, как говорится, так, никаких проблем нет. Да, конечно, активизировались. Не знаю, кто-то проинформировал или не проинформировал, но Сюли активизировались, особенно. Многим не нравится, что я там выкладываю какую-то информацию про ухо, я не знаю. Но это их проблема. Пускай хоть буквой ЗЮ ходят. Я про свою историю рассказываю, не про их. Если про них я бы пытался бы закидывать, и была бы надобность, я бы закидывал. Но опровержение я, конечно же, делаю там. Вот, и как вы увидели сегодня, то, что было, я не отрицаю. То есть Сарир был, он граничил с нами, я это записывал, но не больше, не меньше, там, прямо чтобы до Аргуна, вот эти сказки и Красного Горшка и всех его подобных, это их проблема. Башлам, во время противостояния с Россией были же в нашем народе люди, которые дружили с представителями империи. Ну, с Россией неправильно, царская Россия, правильно говорить, которые дружили, нет, дружили, взаимодействовали, дружили, неправильно говорить, взаимодействовали, которые были, конечно, как народ относился в целом к таким людям. Народ относился по-разному, некоторые считали их посредниками, некоторые считали их, ну, всегда люди же не одинаковые, вот, врагами считали некоторые, но как таковых сильных прямо там дружбу, братание, таких вещей как таковой не было, потому что все нохчи в основном очень близко родственные, и такие вещи не допускали. У них это начало лучше получаться уже к концу, когда уже царская Россия и большевизм, вот в этот промежуток у них больше получалось. Как вам сказать? Больше получалось сводить людей. По крайней мере, если мы говорим за свою. Башлам, ты уверен, что ты знаешь историю на 100%? Историю на 100% знает только Всевышний Аллах. Никто не знает историю на 100%. Историю знаю немного, знаю, изучаю, читаю, работаю над ней. Вот. Ну, получше, чем многие. 100% историю не знает никто в этом мире. Вот, поэтому нет, никто ничего не платит мне. Сюля — это множество мелких народностей, которых попытались аурализировать в советский период малочисленные народности. И от брата Айса Магомедович, брат, задонатил. Айса дал саадуэл, да духуахуэл. Болдиснак эзашка соудолил везенер. Короче, он дает, говорит, на это тебе...
по воле Аллаха, аух. Это мы, иншаллах, декрик хирду, аух, шеметте хирданула. Его истина только у Всевышнего Аллаха. Мы можем говорить исторические факты. 100% и не 100%. Что именно ты хочешь сказать? По какому вопросу ты хочешь? Конкретно скажи вот по этому вопросу, что ты считаешь, какие есть аргументы, какие есть доказательства. Я тебе покажу, расскажу, что есть, чего нету. 100% истина, не истина. Вот эти слова, это, знаешь, люди, которые любят играться и говорить просто-напросто некоторыми фактами. Ну, не больше, сами не зная, осуждают чужих. Я искал историю грузин, где они братья ингушей, или где они, или им помогали в чем-то. Нет ни одного факта. Ну, наверное. Салам алейкум, башлам. Часто напоминай про аух. Аух это аух, панкиси и многие темы. Ну, панкиси я имею в виду как народ, не про территорию, а аух именно территориальный вопрос, исторический вопрос. Мы знаем, не забываем и никогда не забудем до тех пор, пока историческая справедливость не будет восторжествовать. А к таким, как Топа Чермоев, как относились? Мне говорили, что народ у него была крайне отрицательна. Неправда. Топа Чермоев... К Топа Чермоеву было немножко лучше, а вот к Арцу Чермоеву было немножко неоднозначно. Ну, это, знаете, это вопросы из ряда вон уходящие. Сложно, потому что когда ты воюешь 25 лет, столько потерял. Вот что и плохо, что мы все говорим, не зная на 100%. На 100% никто ничего не может говорить. Тебе еще раз объясню. На 100% нельзя быть ни в чем уверен. Никогда нельзя говорить на 100%. Даже самые лучшие знающие алимы говорят 99%. Тушины, Пшавы, Хевсуры, близко родственные к нам общество, так скажем. Вот. Особенно к 13-му, к 14 векам, в этот период, 15 векам. Пшавы, Тушины, Хевсуры, Сваны. По крайней мере, так говорят историки и этнографы. Я не говорю, что они наш народ или мы их народ, но близко вот родственные общества были они. За всех грузинов, конечно, говорить не можно. Я когда спросил грузина, так он мне подозревал о сущности нации. Тогда ты можешь ошибаться, как и все. Ивло, я, честно сказать, не знаю, по какому вопросу ты именно говоришь. Я никогда не говорил, что я не могу ошибаться. Но я, понимаешь, апеллирую фактами, материалами, документами, книгами. Само собой, меня не было в 17 веке, меня не было в 16 веке, меня не было в 14 веке. Но историю-то мы рассказываем. И кто, назови мне хоть одного историка в мире, который может рассказать историю на 100%. Ни один человек в мире, ни один историк в мире не может рассказать об этом. Не то, что это. Ладно, история это полбеды. Не то, что история не может. Даже религию не может рассказать на 100%, как она была на 100%. Хотя религия это самый важный фактор в жизни мусульманина. Но даже они ее не могут рассказать 100%, уже говорить, давать гарантии, что вот это 100%. Поэтому не те вопросы, не тот формат, который ты говоришь. Башлам, Сваны, вас похоже очень. Да, Софика, сестра, да, Сваны схожи. И знаешь, Софика, мне очень много слов начали присылать, что у Сванов очень много слов один в один совпадающие с нашими чеченскими словами, новшими словами. Я не знаю почему, но вот есть такое
И башенная архитектура тоже есть, совпадает очень сильно почему-то. Именно со сванскими башнями очень сильно совпадает. Хотя и башни, которые в Тушетии совпадают, Хивсуретии совпадают. Но вот такова реальность. Это говорит о том, что два автохтонных народа, которые друг другу близки и живут по соседству, не могут не быть, как говорится, чужими друг другу, Софико. Поэтому, понимаешь, вот как приросло, вот панкейские кистинцы, как они живут в Грузии, их трудно отличить, кроме как вероисповеданию, имеется в виду. Вот остальное невозможно. Почему? Вот настолько они знают, прекрасно знают и грузинский язык, и грузинскую культуру. Все знают. Это же о многом говорит. Анса, Адитла, Атила, Адела, Атила, Башлам. В XI веке, как нас ингушей и чеченцев называли? В XI веке, как называли чеченцев и ингушей? Вопрос задали. Смотри, считается, что первое название у Нохчи, чеченцев и ингушей отдельно не было, были единым народом. Нас называли дзурдзуками вначале. Потом называли кистинцами. Грузины называли. А так по-разному. Где-то говорится о том, что аланами называли. Где-то говорится, что называли с 7 века, называли Нахче и нахчематьянами. В географии 7 века зафиксированы. В грузинских источниках зафиксировано с 13 века, с 1410 года, как Нахчи. Но одно из самых первых названий, которые дают, это уже непосредственно дзурдзуки, кисты. И брат Адлан опять задонатил. Брат Адлан от души, Аллах даса дойл, будистник эзашка содолил. Огромное спасибо моим братьям, сестрам, которые помогают, донатят понемногу, как говорится, и поддерживают наш канал. Мы, как говорится, существуем за счет вашей поддержки. Пока у нас рекламы нету, заказов на рекламу, но будем надеяться, что скоро будут и рекламы заказывать. Тогда мы более или менее будем уже автономно работать, и будут у нас, как говорится, новые поступления. Пока так. На автомобилисты поймут, на подсосе работаем, как говорится, понемножку. Спонсоров нет, спонсоров пока не нашел, я не искал. Спонсоры — это мой народ, мои братья, которые проживают по всему миру. Кто сколько может, помогает. Нет у меня спонсоров там и указаний, которые мне дают. Я, вы знаете, независим в этом плане. Кавказ освоен потомками Ноя. Нохчи 12 тысяч лет назад, после потопа в Сирии еще. Вот. Пока мы в эфире, я бы еще хотел бы сказать, уважаемые мои братья, Башлам, правда, некоторых грузин, не понял, что правда некоторых грузин, все. Больше не понял. Дальше вопрос не уж. Уважаемые мои братья и сестры, я вас очень прошу, когда вы смотрите посты новые, проверяйте, закинул ли я новый пост или не закинул ли я новый пост. Кстати, мелодия 2 раза играет, потому что если я не отключаю ее, то есть это Адлан, который прислал, то есть, как говорится, поэтому. Что я хотел сказать? Когда вы видите посты, 1-2 ком оставляйте. Там, я не знаю, нам спасибо, или хорошо, или плохо пишите. В топы нужно выводить, нам нужно из этого бана выходить. Поэтому всегда помогайте, пишите, лайкайте, или хотя бы смайлики оставляйте. Башлам, осетины — это коренной народ на Кавказе. Сейчас, да, коренной народ. Это не свеже появившийся народ.
Ну, по крайней мере, в источниках говорится, в грузинских источниках я встречал с 13 с 14 века. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Да, что Поэтому лучше. не говорить, не говорить о том, что овцы являются некоренными, это тоже неправильно. Если 13-14 век указано, значит, если таким же говорить, то, извините меня, на Кавказе многих народов, можно говорить, некоренные вообще пришли. Поэтому... Подожди, вот такое нормально. Агу, что депутат Госдумы Аднан Динаевич, что ли, или что там? Да. Дайте я вам почитаю. Интерпол не все. Я слышал, да, они закидывают такие. Короче говоря, из-за то, что Интерпол не все, Ага. на него ссылаются такие группы, как Ингушетия, Лайф, там, Дух Ингушетии, только несколько групп, таких серьезных, больших, обычно ссылаются на Интерпол Невс. Вот сам Интерпол Невс сегодня закинул такую публикацию. Хотелось бы зачитать вам. Да. Смотрите, то есть речь идет Делимхану Адам, когда он звонил тому депутату, который он брызнул чеченку. Он публикует видео, и там описание такое делает. Ну вот, что и следовало ожидать. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов дозвонился до главы Мещанского района Москвы Александра Закускина, в четверг распылившего газовый баллончик в лицо пожилой чеченки, торговавшей у мечети. Делимханов назвал Закускина выродком, но в целом провел с ним вежливый разговор и пообещал проконтролировать его дальнейшее поведение. Закускин выразил намерение принести извинения и попросил у Делимханова помощи в борьбе с нелегальной торговлей. Себя Закускин назвал адекватным человеком, отметив, что переборщил. Делимханов добавил, что если бы Закускин нападал на террористов, ситуация была бы иной. Заканчивается описание, дальше с большими буквами. Когда-нибудь и у нас появятся лидеры, способные отстаивать и защищать интересы своего народа и каждого ингуша по отдельности. А то наши не то, чтобы кого-то защитили, а отпускают даже тех преступников, которые приходят в дом к слепому старцу Сираждыну Султыгову и избивают его. Описание его архетио. То есть, как мы понимаем, я оставляю комментарий под этой публикацией. Я этому админу говорю, так вы же первыми стараетесь настроить чеченцев против нашей власти, чтобы мы стали против нашей власти. То есть вы хотите такую власть, как у вас? Судя по описанию этого человека, они желают нам власти такой же, как у них получается. То есть они видят, что у нас хорошее, заступается за свой народ. Описание говорит. Вот дам почитать еще раз. Почитайте сами. Ссылку ты скинь, напиши просто, чтобы... Не, потом он удалил. Потом он сразу поменял. Когда я ему написал комментарий, фотографии, да, еще начал. Потом он поменял описание. Получается... поменял, на что он поменял? Потом он убрал вот это вот упоминание, что, мол, у чеченцев власть заступается за свой народ и так далее. Он это убрал и... Во-первых, я, честно сказать, вначале, честно скажу тебе, честно, то, что вначале он упомянул, что Адам сделал или не сделал, это, конечно, не касается их, но публичная личность, то, что он защитил честь там чеченки, на то он не депутат Государственной Думы, это нормально было. Вот первая часть мне понравилась.
Я Ага. понимаю, посыл твой, я понимаю, ты говоришь, и если они даже такие хорошие, ваши же пытаются нас настроить против них, чтобы мы были недовольны и так далее. Это я понимаю. Первая часть вопроса более или менее понятна. Ладно, он описывает там, делает как бы своим хочет задеть, и чтобы якобы наши были таким же, которые заступались. Это понятно. Но я не понимаю другого. Какого ляда они прикрепили к первой части вопроса, который женщина там, это на уровне депутатов решает вопросы и решается вопрос, прикрепили к нему Сереждина и какие-то там, для этого есть у них структуры, определенные структуры, которые занимаются МВД, есть Следственный комитет, есть и все остальное есть. Зачем прикреплять этот вопрос и объединять его? Вот, я не знаю, зачем. Как зачем? Для резонанса. То есть, когда люди То есть тем начинают... самым хотят они сделать на фоне Адама Делимханова, хотят сделать, поднять тему с Конечно. Сереждином повторно, что ли? Или... Получается, и это тоже. То есть, получается, знаешь что, Башлам? Вот эти люди, вот эти вот админы, это люди конкретно подготовленные. Он дальше только Диона, конкретно подготовленный человек может иметь такую тактику ведения информационной войны, на самом деле. Он дальше там очень грамотно написано, понимаешь? Дело в Не, том, они не что... первый раз делают, они один раз, мы помним, я опубликовал, и ты, кажется, видел, именно этот Интерпол, они писали там о очень оскорбительном характере про весь наш народ, писали статью, было и такое, то есть Да. якобы тоже современное политическое, я не знаю, честно сказать. Получается, знаешь, очень странная ситуация. Вначале когда договорились, вроде бы, Бертада, Насада, Хашадик, Дадела, Чулт, вот как просто по указанию, все даже самые ярые у них, они все перестали писать. Все перестали Ну, писать как мы же один. понимаем, Башлам, мы же должны понимать одну вещь, что эти люди находятся в одних группах, в одной группе, закрытой группе. Они, я тебе просто гарантирую это, они выбирают себе цель дня, выбирают стратегию дня, понимаешь? Они работают Нет, сообща. нет, я сейчас не могу понять. Вот прошло определенное время. Ага. Зачем на сегодняшний день, опять же, поднимать вот эту тематику? Потому что, Башлам, Хайп? потому что буквально сегодня, по-моему, я начал читать у них публикацию, Аусалая что, мол, дуга, что была сделать шмаязи, а сеть чертовой матери заблокировать их душу. Свингуши, мингуши, и шмаязи. Я открытыми оставил аккаунт, чтобы вы могли написать и шмаязи была. дело в том, Все что... что шмаязи. Энауас и милла вала хадин команс. Эх, вишдат садала. Шоу дала. Я, если не обсуждаю эту тематику, и вам не стоит писать какие-то оскорбительные, не нужно опускаться до уровня базарных женщин. И он шмалилди. Черту, я перезагружу, зайди Давай, опять. Час закончился, ты в давай. конце зашел, хорошо. Я сейчас Давай. перезагружу, как раз трафик обновлю, и мы продолжим эфир.
Ва алейкум ассалам. Послушайте, уважаемые братья и сестры, я надеюсь, что вы не провокаторы, я надеюсь, что вы не занимаетесь такими вопросами. Со всем уважением к вам, люди, которые даже оскорбляли нас, с ними нужно говорить, показывать их никчемность, не материться, не оскорблять и всего остального. Понимаете? Не нужно говорить те вещи, которые вы занимаетесь. Если вы уж прямо такой ненавистник всего, я не знаю, любых других национальностей, у вас есть прекрасная возможность показывать свое лицо, садиться у себя в эфире и оскорблять любой народ. Но у меня в эфире я не позволю оскорблять никого, ни одного человека. Это раз. Это неправильно. Это не культурно, это непозволительно с точки зрения религии, непозволительно. Да и вообще некрасиво это. А есть люди, которые непосредственно, народ никогда ни в чем не виноват. От того, что есть какие-то имбецилы дебилоидные, которые матерятся, оскорбляют и так далее и тому подобное. Вы знаете, сколько мне сообщений приходит? Вы знаете, как оскорбляют мой народ? Но если мы спустимся на уровень этих женщин непонятного, как говорится, какого рода. Я говорю, когда мне задавали вопрос про этого человека, я сказал, чтобы было всем понятно. Мне не интересен человек, который на генетическом уровне не имеет с нами ничего общего. Вот. Поэтому мне этот человек не интересен. Мне не интересно, что происходит в его жизни или в жизни других там людей, которые оскорбляют или что-либо делают. Вот. Если у вас есть какие-то вот конкретные резонансные вопросы, история, география нашего народа, части нашего народа, ауховцев, части нашего народа, кистинцев и так далее и тому подобное, будьте выше на голову, но нельзя себя так вести. Не заставляйте меня блокировать. Вот царма Оля и царь Динек Цахаун. Сунха Özри. Я 4 года веду эту борьбу. 4 года я пытаюсь объяснить, что нету плохих наций, есть плохие люди. И этих баранов, которые не умеют себя вести, бескультурно, которые ведут диалог, дискуссию, от того, что вы будете материться или от того, что вы будете оскорблять целый народ, вы сделаете только то, что им нравится и то, что они хотели добиться чего. Вот и все. Будьте всегда на голову выше, будьте умнее. А иначе мы превратимся в какую-то стаю, я не знаю, стадо какое-то, как и они. Все смеемся, говорим, вы же видите это, вы видите то, как они это. Мы становимся подобие этим людям. Поэтому тут ничего нету. Кистинцы – это название, старое древнее название чеченского народа. Дзурдзуки – это название чеченского народа. Кому непонятно, всем еще раз повторяю это. Назывались ли также ингуши? Наверное. Но в их историю влазить я не собираюсь. Мне не нужен твой ингхарт, не нужен, и все остальное не нужно. Вы можете быть хоть, я не знаю, кем угодно. Поэтому мне рассказывать байки не нужно. Здесь рекламу делать. Я видел, много чего я видел. Мне присылали много скринов. Поэтому рекламу делай у себя. Что он пишет, как он пишет. Уже несколько раз публиковали, показывали. Ладно, продолжаем дальше свой эфир. Бацбийцы. Бацбийцы ближе считаются к ингушам, но они относятся к кластеру войнахам. Поэтому нужно быть немножко... Так, дальше. Давайте дальше. Ну, по вопросу, то, что Черту поднял вопрос, опять же, я не знаю, последние дни активизировались, ни больше, ни меньше. Аделда, Шамиль РКВ, не надо, пожалуйста, не надо.
Не метай здесь, не сотрясай воздух. Не надо здесь наводить бурю в стакане, понимаешь? Мадейца, что кому как доказал, я прекрасно знаю. Если ты знаком с элементарной статистикой, математикой, и тебе могу доказать и показать. А ты, да, я. Я видел много бацбийцев, им не нравится, когда говорят, что вы ингуши. Я не знаю, братья, я не буду говорить, кто они, но сами они относятся, как говорится, вот когда говорят, войнахами называют чеченцы, ингуши и бацбийцы. Почему-то так они везде фиксируются. Брат мой, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, братьям адыгам. Ничего, держимся из всех сил. Это их личное дело. Честно, я не люблю приписывать никого никуда. СССР 117. Еще раз я тебе говорю. И тебе, и всем остальным. Я вас прошу. Может, вы не будете нести пургу. Ассалам алейкум, башлам. Не надо поднимать то, с чем не справитесь. Какие новости, какие темы? Новостей никаких нету. Вот. Алейкум салам. Наши народы должны держаться Ибраим или Гудермесский, Шаройский. Ты про него говоришь? Он был в эфире, я не знаю, сейчас ушел. Салам. Салам алейкум, Меуза. Башлам. Я сам просто говорится, связи он заинтересоваться не раз связи описания. Как же так? Они массово вроде стараются нас стравить, короче, против своей власти, там, используя приемчики, упреки, вы там, он вас оседлал, он не один, вы рабы, бутылки, штаны, бог, штатс, вот, упреками, короче, вот этими вот дешевыми упреками, которые, да, не стоят выеденного яйца. А вдруг получается, я не первый раз это вижу. А вот видите, там у них власть заступается за свой народ. То есть у меня складывается ощущение, что наша власть мешает определенным людям именно потому, что действительно выступает за интересы нашего народа. Вот у меня вот такое впечатление складывается, потому что именно большие группы, важные группы, которые конкретно работают против нашей власти, они вот иногда заявляют такое. Вот видите, у них вот, мол, за одного там чеченца заступаются. Ну, насколько я знаю, своего не в оставят. парламенте Российской Понимаешь? Федерации есть депутаты не только Чеченской Республики, есть депутаты от Республики Ингушетия. Если есть у них депутаты от своей республики, они должны, их выбирали они, непосредственно граждане Республики Ингушетия. Они должны говорить им, оставляя, не трогая. Я, честно сказать, вроде бы, я говорю, реально, я заметил последние дни, вот последние, особенно 3-4 дня, опять начали поднимать, и начиная вот с этой пропажи гражданки Осетии, там, то упрекали нас, что мы с осетинами якобы дружим, то потом начали сейчас писать, я видел, мне скидывали пару ссылок, там чуть ли не говорят, что в Чечне и так далее и тому подобное. Это, я не знаю, походу, когда проходит определенное время и не затрагивают чеченцев, и наши не смотрят в их сторону, резко падают рейтинги, просмотры и все остальное. Нет, дело даже не в этом, я думаю, Башлам. Да. Я не думаю, что дело в этом. Я не думаю в этом. Я знаю, о чем думаю, Башлам. Я думаю, что это целенаправленная информационная атака на Чеченскую Республику и на нашу власть. Хундальч, видимо, они, вот, к примеру, если взять, например, я никого не упрекаю, просто давайте трезво рассуждать. Например, смысл? Давай возьмем
Не, я сейчас объясню. Вот сейчас сайкетом буй объяснить бейбу, а стой. Сок кеч хейло, что говорит чуваться, но вот то, что я думаю, я скажу. Например, Дагестан халоцерует, там, Осетия халоцерует, Ингушетия халоцерует. Там во власти кто? В основном, да, русские. В Хатебяхка основном, нахуй да. сега. Духбеш, кети. Тебяхка нахуй. То есть власть сан принадлежат ешат, кети. Так, тогда это получается то, что ты говоришь, зависть, что ли? А вы Из-за зависти? Это даже не зависть, это зависть согретес. Суну это целенаправленная попытка лишить чеченцев государственности, из. Если мы лишимся своей власти, если нами будут руководить люди, которые не связывают свою судьбу с нашим народом, то автоматически мы теряем государственность свою. Вот это что. Сун, даже я больше скажу, я больше скажу, я больше скажу. Сегодня, оставив вот эти вот политические моменты, чеченский народ должен объединиться. Если мы не объединимся, используя наши части, вот эти вот недопонимания наши между собой, валлахи, они могут лишить нас полностью. Я уже устал, 4 года я только и призываю, говорю о единстве. Почти каждый эфир иди царбе, хамдуич молодцы. Не, я сам не знаю, честно сказать, как-то это глупо выглядит. Вместо того, чтобы заниматься соседними проблемами или проблемами соседей, или информационную какую-то там войну вести, пропаганду вести соседей, если бы они бы все это направили бы в русло непосредственно своего региона, может быть, у них бы что-нибудь получилось, и они бы вместо 80% всех пришлых министров и руководителей своих бы поставили. Я считаю так, я просто честно скажу тебе, мне, честно сказать, какие-то вот такие разговоры, они немножко непонятны. Почему непонятно? Дело тут даже не в том, что является ли или не являются ли там зависть, не зависть. Там. И модаться, если честно скажу тебе, я реально кайфовал от того, что никто не говорил друг о друге. Никому дела не было, до них не было, ни до кого не было. Если какой-то вопрос затрагивается, резонансный вопрос, сделала, если Адам, депутат Государственной Думы от Чеченской Республики, решил вопрос в позитивном ключе от нашей республики, если ты указал как брат, это можно понять. Во-первых, ты не настолько независим, чтобы там прямо говорить о ситуациях северокавказских регионов, где там решаются судьбоносные вопросы. То есть получается как? Говорить про общую картину внутренней политики России ты не можешь, а вот именно задеть соседей, допустим, в принципе, даже я бы не сильно видел, чтобы кто-то критиковал прямо власть Осетии или депутатов осетинских. Обсуждал, вот депутаты Осетии решают вопросы осетинские, а вот у нас нету такой аналогии нету. Почему это делается в наш адрес? Для лишнего привлечения внимания или для того, чтобы такие, как Чертво или Башлам, обратили внимание, рассказали об этом, подняли этот вопрос. Но то, что противоставлять, это было видно. Это было видно еще тогда, когда вопрос возвращаться с Европы начали некоторые представители бывшей, так скажем, республики, когда начали возвращаться. Я помню аналогию, когда они... нет, ты можешь... Тебе же понравилось, вы же выставляли везде, во всех исторических блогах. Рубати сказала, что Бамут держали ингуши бош. Они ее подняли на пьедестал и все остальное. А тут она вернулась домой и сказала, там, вопрос решен, там, ты не воевал, а сама я от няха. Начали сопоставлять аналогию Зарифу и ставить Рубати. Причем тут Зарифа, который никогда в жизни не знает, что такое война, и не видела никаких жертв как таковых, я имею в виду, возраст позволяет. Башлам, я не думаю, что цель дом дочь лишь батюшка. Не, у меня нет доказательств, что это целенаправленно, поэтому я не буду. Доказательство
Да. У меня тоже нету доказательства. У меня тоже нету доказательств. Иначе, смотри, нам доказывают, просто два примера. Два примера, которые я вот запомнил из этого. Да, Олег. Один пример, например, я тебе говорю. Вот заходишь в комментарий, где-то что-то за нашу власть скажешь, там тебе, вот, многие здесь А вот за видят. эти евреи, Далоцин говорят, Камри, что вы делаете? Камри, Дуашки, Далоцин смотри, вот Мерседес. еврея закинул парень, да, с Америки. С Америки Ага. вот этот еврей, который там сказал, что он латиносов напугал, сказал, что он чеченец. Вот это видео последнее, которое я закинул. Да, Я да, да, удалил да, да. несколько комментариев, Да, чтобы да. наши не атаковали, чтобы Питан Сахаль, Камри захотел, Мерс захотел. Чувак живет в Америке, вообще не знает, Вот. где Да, находится я Чечня, доскажу. не знает про нашу Да, я власть, не доскажу. знает в принципе как такой про чеченцев. Он знает про Хамзата Чимаева. Он говорит, я где-то услышал, сказал. Написали, Мерс захотел, это за... Ну зачем вот этот Да. детский сад? Сун, царь. Вошла. Не, подожди. Тем самым, вот ты видел, многие видели, они сами знают, как только ты за власть что-то скажешь, там, за поддержку власти скажешь, Далоцин Мерседес, Далоцин Камри Бог, то есть это, я считаю, это признание успешности и благосостояния нашей республики. То есть они знают, что вот Чечня в состоянии дарить людям Камри, Мерседес, вот такое положение есть. Оля-ла. Это прямое признание того, что она действительно, Чечня сегодня развивается, Чечня в состоянии дарить Камри, Мерседесы. Подожди. А в Вот чем это вот проблема? признание. У них есть миллиардер, который содержит целую компанию Руснефть. Как его там? Ясен фамилия. Гуцериев. У них есть Гуцериев, много Мацар миллиардеров. Они могут то же самое, пускай радуются, говорят, Чеча, Ариэль, Чувайна, Мсуна, много это даться. Мне абсолютно бы не было ничего плохого, если бы им дарили бы. Вот. Не, там вопрос-то не в этом, Башлам. Плохо, неплохо. Это вообще вопрос не в этом. То есть, смотри, если тебе говорят, они вот утверждают, да, Далоцин Камри, Далоцин Мерседес, сразу это говорят. То есть это прямое признание того, что вот у нас дарят Мерседесы, там, Камри, людям. То есть Чечня в состоянии дарить дорогие машины, дорогие подарки человеку, Ну, какое который дело, заслужил опять же, это. у меня вопрос к тебе. И первый Подарил момент, черту кому-то, допустим, вот черту мне подарил Масла Бахаса. Вот черту живет в Европе, мне подарил, я не знаю, ну что ты подарил? Какие-то, не знаю, супер важный подарок какой-то. Масла Бас. Это твое дело. Твое дело. Это, я сталкиваюсь с этим каждый день, черту. Мы с тобой в личке говорили, помнишь, когда насчет меня доставали вечно вот это финансирование, ты ведешь вот эту работу, потому что финансирование тебе там оплачивают. Я с этим сталкивался. Некоторые дебилы настолько конченые, которые говорили, у него нету даже исторического образования. И были те, которые по ДНК взяли просто-напросто фамилию Чимаев, то есть мою фамилию, как будто Чимаев быть нельзя, других не может. Он тайпан гвардло, со эксбату, взяли его ДНК, Q сравнили и так далее и тому подобное. Я не могу понять, ну дарит власть Чечни, там, спортсменам дарят, спортсменам Дагестана дарят. Евлоеву, этот борец Орцер, олимпийский чемпион, ему же дарили тоже, когда он стал чемпионом, там, вроде бы местная фамилия Эрсон, Декция Эрсон, его фамилия, позвали ему, подарили тоже джип большой, там, 2-3 машины ему подарили. Почему, когда Хабибу там дарили все арабские шейхи, все остальное, это не было вот настолько важным, нужным. А вот именно если в Чечне дарят, не дарят, это благосостояние каждого человека. Ну, человек не жадный и дарят. В чем проблема? Вот, видишь, о чем я говорю. То есть получается, нас хотят привести к тому, чтобы мы сами своими руками сделали, вот, например, возьмем Каддафи. Процветающее, самое богатое Ливия, государство было, да. Конечно. Самые богатые, самые процветающие, мелочь, приоритетный район, заставили людей лишить
жизни своего лидера, внушая людям, что он диктатор, что он плохой человек, туда-сюда. А Сегодня сегодня это как они живут? просто-напросто Это разделившееся простой пример я террористическое привожу. какое-то непонятное на 3 или части, или там. Не, ну вот это Вот, что? вот. Мы же об этом Вот смотри, говорим. при Когда Каддафи, мы говорили с смотри, тобой о внутреннем сепаратизме, когда говорю, мы говорю. говорили о дроблении, помнишь, когда отдельно Уарское, отдельно Мелхи, отдельно Эки, они хотят, чтобы вот эти анклавы отдельно были, чтобы анклавы друг друга враждовали, убивали, понимаешь? Это все и есть, когда хотят разрушить, Да. уничтожить. Конечно, это старая Разделяй власть, древнеримская пошла. поговорка, здесь ничего нового нету. Обидно то, что другие люди ведутся на это. Вот это самое обидное. Вот именно, создается общественное мнение, то есть закладывается фундамент в будущем, понимаешь, на будущее время, создается фундамент, чтобы они могли, опираясь на тот фундамент, который они закладывали сегодня, чтобы действовали, исходя из этого. То есть целенаправленная работа лишения чеченского народа благосостояния и государственности. А задача сомнений и доказательств у меня никаких нету. Но анализируя вот эти вот ихние, как тебе сказать, ихние выпады, упреки, иногда выскакивающие признания типа того, что я сейчас показал, у нас когда Нет, будет ну такая власть, смотри, все это если это получается, с этим я сталкивался много раз. Мы об этом как раз таки мы говорили, помнишь, когда заходили, начинали писать, особенно часто это делали в 2019 году. Не-не-не, мы не всех чеченцев имеем в виду. Есть там хорошие чеченцы, есть плохие чеченцы. А кто ты такой, Да, чтобы хорошие, говорить, плохие. есть хорошие чеченцы, плохие чеченцы? Мы не можем говорить, я как раз об этом говорю, мы не можем говорить или судить по одному человеку весь народ. Нельзя так делать. И это неправильно. И никогда так не было. Есть арабы, допустим, 200 миллионов во всем мире. Среди них 30-40% арабов, которые маслабас, я как понимаю, которые вообще не мусульмане. Понимаешь? Вот можно ли судить по этим немусульманам, брать и всех судить? Нет, нельзя. Вот что касается, если взять маленького, вот, когда мы начинаем говорить, вот эта терминология, чеченоговорящие, надо чуть-чуть под этим вопросом еврочеченцы. Они используются, эта терминология используется. Эта терминология используется как вот в названиях чеченоговорящие, еврочеченцы, гуняды, войнахисты, все остальное. Вот это используется только для того, мы же как раз, чтобы разделить народ. Разделить его, раздербанить. Почему? Потому что потом люди начнут делиться непосредственно не только на тейпы, по селам начнут делиться, по мечта на будущее. Почему? Я же, когда мы говорили, помнишь, мы с тобой обсуждали как-то в эфире, говорили о тематике, когда начали вот эти флаги отдельные говорить, за флаги, отдельные хари, я же опять же говорю, это нормальная тема, только в каком обществе? Когда уже устоялись независимые, вот для чего можно это использовать. Тогда, когда у нас есть общее понимание, что вот в моем союртах, муниципалитете, байрак, таюртах, хаз-клуб, езер, сунара, езер, ожа, езер и так далее и тому подобное. Вот о чем говорится. Какие моменты я стал, вот, например, буквально вот сегодня и вчера я столкнулся с таким моментом. Человек заходит мне в директ, скидывает мне какого-то... Ты вроде вчера рассказывал об этом. Ты рассказывал про Рохлина, про все это, остальное ты говоришь. Ты это рассказывал. Да. Не, это еще продолжение я тебе рассказываю. Оказывается, да, по WhatsApp-группам я раскинул все. По WhatsApp-группам сегодня со мной связываются эти люди. Асдагайтын скринш, то, что он писал. И да, я была, Адиюш,
Я к чему это веду? Просто есть люди, которые конкретно, целенаправленно работают. Да Аллах и Башлам. Есть люди, которые были введены в заблуждение в Ингушетии. Рассказывая им, ты, в том числе я, все мы, можно сказать, встречали такие моменты, якобы, когда Чечено-Ингушетия была, что все деньги в Чечне оставались, Ингушетии ничего не доставалось, мы жили бедно, Бог. Вот эти вот рассказы рассказывают нашим братьям соседней республики. И хотелось бы вот вопрос такой задать этим братьям нашим. Ребята, братья, покажите нам за пределами Грозного, что было построено в те времена для чеченцев. И да, хочу подчеркнуть, что в те времена Грозный был преимущественно Да, заселен русскими, 80% были. евреями, армянами и ингушами. В то время Да. чеченцев там практически не было. То есть я вам такой вопрос задаю, тем, которые утверждают, что при Чечено-Ингушетии ингуши жили Мы бедно, богатцы. все оставалось Но в чеченцам. докладе они это Ребята, написали, еще раз конечно, но вопрос. это неправда. За пределами города Грозного, что было построено для чеченцев? Покажите нам, ребята, братья наши. Бежали, сумбях комбил, Ну, в любом случае, Адык далее. В любом Адык случае, что касается по тематике, что строили, у вас строили, у нас не строили, это, конечно, чушь собачья. Из-за Балбай Алла Эла Элво, ну, я знаю, я тебя принял. Черту тебе написал СССР 117. Башлам, у черту кроме ингушей больше проблем нету, что ли? Валлахи, именно Галгай Мачо Дагбах Нацун Алязин черту. Я не знаю, он поднимает разную тематику, честно сказать. Ты знаешь СССР, я отвечаю всем. Балби Эла 95, я тебя принимаю, но почему-то ты не можешь зайти, тебя не показывает. Я не знаю, из-за чего это, в чем проблема. Я не могу тебе сказать, почему тебя не показывает. Ну, что касается советского времени, богатые места, именно богатым был город Грозный. Это однозначно самый богатый. Потом по второму месту, наверное, был там Гудримес. Третье место Аргун, ну, среди городов. И дальше, и дальше. Здесь нельзя говорить однозначно, что однозначно говорить, что там у вас было все хорошо, у нас было плохо. Да нет, конечно, это чушь собачья. Башлам, в книге Кати Чакаева приводит этимологические сравнительные параллели трех навчистских языков. Чеченский, бацбийский имеет больше сходных. Алихан Дабаев писал, возможно, возможно. Пусть не пишут мне в директ гадостей. СССР, тебе пишет черту, пусть не пишут в директ гадостей. Вот вы ответили, я надеюсь. Балбай, Алла, я не могу тебя принять. Почему-то я нажимаю принять, но ты не принимаешь эфир. Не знаю. Послушайте. Ну, что касается уйма примеров, я не знаю, стоит ли или нет, но, наверное, по этому проекту, который так называемый проект доклада, это смешное, конечно. Я вроде бы вам рассказал почти что 80 или 90 страниц. Записывать литературу, отвечать, это никаких проблем. Если нужно, год потеряю на него полностью. Сколько там? Все специалисты сидели, работали над этим докладом. 2-3 года готовили его, прислали. Одному мне трудно, конечно, искать каждый, но я даже пробежался, наглядно показал, что неэффективность этого доклада. Что касается заранее, то, что сидят или сидели, работали, настраивали, я хочу вам сказать, что вот эти материалы, которые сегодня прислали, о том, что якобы акинцы являются частью общества, Галгаевским обществом, написал Айсак Адзоев, в 2017 году он написал. То есть еще до инцидента, за год вперед. Карты, то, что нужно поделать. Эти многие вещи есть, конечно, но снова же никто не имеет права говорить за весь народ, но есть определенная кучка людей, которые занимаются вот такими вот вещами. Для чего, как,
Являются ли они чеченофобами или не являются, Аллаху алам, но вы знаете, если у меня нет железных доказательств, я бы не стал. Никогда в жизни, честно скажу вам, ни один раз я по новостям не садился, не отвечал, не публиковал новости соседнего региона, не поздравлял, поэтому думаю, что нужно вот этих вещей, конечно же, как-то избегать. И питан лилу, что из группы Чуаху очень мало. Я надеюсь, что эти люди поймут, чем они занимаются. А что касается нашего внутреннего народа, особенно проживающего в Европе, проживающего в Казахстане, России, моим братьям, сестрам, сейчас именно такое время, когда люди должны думать о единстве своего народа. Я не говорю какие-то лозунги, политические высказывания, нет, конечно же. Я говорю о простом народе, который непосредственно должен объединиться вокруг идей. Эта идея фикс заключается в том, что мы должны быть как никогда едины, защищать свою государственность, именно та, которая у нас есть, имеется в виду сегодня, помогать, восстанавливать, сделать все, чтобы вы борт больше, туан больше, вы махкалар бяше, дикник хазник халит. Время меняется, многие меняются. Вы знаете, сегодня многие вещи, когда я сейчас в основном, как вы знаете, пешком хожу и прогуливаясь по городу с центра, ну, дойти до моего дома, мне нужно минут там 30-40, грубо говоря. И вольно-невольно становишься, помнишь, вот эта улица вообще никого не было, никто не жил там. Горела газовая грелка, здесь пост стоял, там пост стоял, здесь и это стояло. И честно сказать, я высказывания некоторых либералов, которые просто злопыхают, и даже они пытаются разделить и пытаются сказать там это то. Я понимаю многие вещи, но ни один либерал, ни один демократ, никто из этих людей, когда погибали сотни и сотни, тысячи людей, когда уезжали многие, когда отрывали конечности, долеты, перелеты, ой, простите, мы нечаянно, ой, то, ой, все, когда говорили. Никто, как говорится, не думал о нас. Как такового никто ничего не мог. Они жили, они веселились, они зарабатывали, они делали карьерный рост на войне здесь. Сейчас это все прекратилось. Сейчас уже проблема в том, что чеченцы якобы начали жить лучше, зарабатывать больше. Я не вижу другой проблемы. Ну, кто-то зарабатывает больше, кто-то не зарабатывает. Это немножко, конечно, попахивается эгоизмом. Что касается истории, нашей истории, географии, здесь, конечно, проблема есть в том, что собрать даже определенное количество людей, единомышленников, очень сложно. Да и у нас очень сильные большие перепады бывают. Почему? Потому что сегодня интересная тема, все подключаются. 200-300 тысяч человек могут зайти. Неинтересная тема, грубо говоря, все забывают, человека оставляют, а потом через 100 лет спрашивают, евро, худя шутье шарочу, ой, так. Конечно же, каждому человеку хочется и зарабатывать, и жить хорошо. Мы бы, конечно, как любой остальные люди, всем бы хочется и хорошей жизни, и благоприятной, тем более, если у тебя весь твой народ, чтобы хорошо проживал, и все было хорошо, это, конечно, было бы намного лучше и круче. Ладно, ну давайте продолжать отвечать на вопросы, как-то, чтобы не ушли мы в лирику, а будем отвечать на вопросы и продолжим тему истории, географии и так далее и тому подобное. По-разному. 100 с лишним, 160, 170, где-то так тайпов. Изначально вообще говорится, что было 63, у Бирже они пишут 63, 66, где-то вот так были тейпы. Остальные как бы уже дробления от тейпа уже нагары нет, и потом они превратились в тейпы. Вот.
Нет, ну, тухумы это временное явление, не настолько. В XIX веке, конечно, ввели этот обиход. Многие чеченцы ненавидят это слово и смысла не видят это. Но территориальное объединение, военно-экономические союзы, они назывались непосредственно тухумами. Вот. Не кровно родственные, то есть люди, которые проживают в определенном районе. Если бы, вот если современно, чтобы вам было понятно, Шаройский тухум и Тумкалинский тухум, если бы примерно сказали, Грозненский тухум и так далее и тому подобное. Фактически это вот то же самое. В принципе, они не кровно родственные, села и так далее и тому подобное. Поэтому надо понимать, что... Ну, вообще, затрагивание тейпов зарождения считают, что... Слышал, честно сказать, слышал, что с X века, не знаю, насколько это так, с X века. Да, в последнее время очень сильно начали затрагивать тематику акинцев. Почему-то, я не знаю, эхи именно начали дергать. То ли тематика интересная, то ли пытаются. Суарство не прокатило, вот более или менее теперь начали браться за акинцев. Писать, вбрасывать, вбросы делать и так далее и тому подобное. Или же отдельно их нужно указать, или же, как всегда, вот, оказывается, Исаак Адзоев, у нас специалист по истории и этнографии, наделил акинцев, назвал их непосредственно металлургами, то есть металлом занимались. Хотя, ладно, не будем ничего плохого. Ибрahim, есть вопросы с Ютуба, если есть, задавайте, ответим, постараемся ответить. Конечно, Стаблат, я-то это понимаю, но надо время от времени, надо, понимаешь. Попробуют там, попробуют здесь, ищут слабое место, ни больше, ни меньше. Да, Сюли тоже прикладывают максимальное усилие. Сделают все, что угодно Сюли, но понятно, почему Сюли это делают. Совместно ли это делается с Юлей, не могу сказать нет, но они очень сильно играют на этой теме. Хельдерой или Майстой, они не говорят, что есть. Нет, Хельдерой, Майстой. Хельдерой одно время очень долго один тупорылый бамбук начал оскорблять. Вот, Майстой пытались говорить, но не Майстой, не Хельдерой не является частью, само собой, соседнего региона. Майстой Хельдерой, Дишни, Чанти, Шайберсенохчим. Башламинская элита никогда не прекращала свою деструктивную работу по отношениям. Возможно, Веда. Честно сказать, когда сейчас всплывают некоторые вопросы 30-летней давности, это, конечно, немножко поражает. Это тот, кто изучает глубоко эту тематику, только они могут знать, о чем идет речь, и фамилии, которые даже многие не слышали. Слышали те фамилии, которые есть сейчас. Башлам, какие подвижки с ВСА? Умар Гид. Дикненько, я не озвучиваю никогда ничего в таких вопросах. Будем надеяться, наше дело сегодня рассказывать историю, доводить до всех, что к чему. Да, немножко мне сложновато, но Аухай, Ауховч очень пассивные стали, время от времени становятся пассивными, что мне очень сильно не нравится. Активности ваши, конечно. Натаев, Чечен, Башлам. Он не историк, Натаев не историк. Натаев этнограф, не историк. Вот. Я это прекрасно знаю. Это очень сложная тема. Я не знаю почему, но очень
неприятно, конечно, видеть пассивность. Аухуа, пассивность Джоудикет. Я не знаю почему. Вроде бы Уггарсониш Уиш Большхена Шкерца Бокмунат. Да, у меня есть братья, которые с Ауха, которые очень быстро подхватывают, но Сунсейн и Муах Гейбеля на давах холоду уллихач тигр. Хотя многие 95-95% 6 амердацис, 95% люди думали почему-то, что я с Ауха. Но я не с Ауха. Я не с горной части. Сосвельджала Ашу, Соцахнох Чучуау. Вот, и некоторые вопросы, конечно, что с вами, как же вы ненавидите? Его худую чутьешь вообще, адел да адетитер. Гала, при чем тут вообще? Мы сейчас говорим об Аухе. Гала, бич, сомацокчва. Тебе не кажется, что Руслан, тебе не кажется, что надпись на обелиске в Аухе чеченцам и кинцам нужно поменять? Это давно кажется. Это давно кажется, и давно это пора. Это было бы более правильно, понимаешь? Они сейчас с тобой, то, что они делают по охотской теме, что именно, они очень сильно акцентируют это внимание, бросают роликов, в которых они закидывают именно Акинцы, Шаймелдик, или какой-то статус дать, или поднять, или что-то сделать. Хотя из 50 тейпов, которые там проживают, опять же, из них только, ну, может быть, 10 где-то чисто акинский можно отнести. Эх, ты, царь боже. Родственный имеется в виду. В нашем Шаройском районе впервые за 65 появился редкие породы барс. Популяция редких животных восстанавливается. Да, я знаю, я публиковал об этом, Моти. Вот это говорит о том, что вы не подписаны на мой канал, не следите за новостями. Надо, я об этом печатаю, читайте, лайкайте. Конечно же, фауна, природа восстанавливается. Все потихоньку будет налаживаться. Только вы что Башлам, кто закидывает про акинцев. Это не барс, а леопард. Да, леопард, барс, пускай это будет, я не знаю, даже тигр. Я не против. Главное, чтобы они Башлам, Волгай, Эйнер, Нохчваш, Олхо, А. Я не понял вопрос. Башлаам, Волгай, Эйнер, Нохчваш, Ол, А. Не понял я ваша. Барс есть в горах. Барс есть в горах и так. Вот. Если выживаемость, если мне сказать, честно скажу тебе, Моти, по мне, чем больше у нас вот в горной части мы будем сажать деревьев, чем больше будет зелени, чем больше вот он будет покрыт лесами, это просто-напросто жизненно необходимо для нас. Если бы меня спросить, любое свободное место, лес, полосы, все надо было деревьями засадить, хвойными, не хвойными. Вы не представляете, насколько мы одни братья, между нами нет преград. Иншалла. Да, дуэля. Надо максимально, конечно, прикладывать усилия. Это очень полезно для будущего, для наших детей. Каждый второй ребенок у нас болеет разными аллергическими заболеваниями и все остальное. Поэтому это очень необходимо. Я понимаю, что Башлам историк, но может ли он провести эфир о чеченском языке, слова, например, забытые? Конечно, могу. Никаких проблем с этим нету. Я в один период пытался, но вы поймите, уважаемые мои друзья, мне нужно привлекать аудиторию, мне нужно, чтобы мы как-то сделать все, чтобы больше людей заходило. Я не знаю почему, но вы должны понимать, что нестабильность какая-то, вот 2 часа, 3 часа, 4 часа сидеть, это
Здоровье-то флаг с ним. Мне приходится вот как-то есть некоторые вопросы, которые я просто-напросто уже устал говорить. И Саймахалар Алам Даму Яртерсу. Ну да, мы сделаем и о словах, и про слова чеченские мы обязательно сделаем. Обещаю. Будем делать даже. Выберем день по мере возможности. Так очень сложно, что на какие-то цели. Как, ну ты профессор, говоришь, заявил, что недавно только очеченились. Ну, они же как раз таки, вот эти рассказы же и есть в этих писульках, которые называются доклад. Там и они говорили, что в 70-х, 80-х годах только что они стали чеченцами, а до этого якобы акинцы были. Это очень тупо, конечно. Очень тупо с учетом того, что это, блин, ну на плоскостной, на чечен, ну, всей территории это был миллион лет, блин, без малого. Это, конечно, миллион, я в кавычках. И никогда отдельности не были. Один язык, одна культура. Я не понимаю, конечно же, какого вообще Макара такие вещи говорят. Им не стыдно, понимаешь? И я не знаю, хорошо платят, хорошо помогают. Наверное, из-за этого они говорят все, что вздумаются касаемо этого. Не знаю. Сейчас и до отца. Но они сейчас взяли очень, в оборот взяли опять акинцев, я знаю это по себе. Очень сильно акинцы расходятся, и именно вот когда по вопросам по землям становятся, очень сильно используется эта тема. Вот. Для чего? Ну, я знаю. Не знаю, как вы это понимаете или не понимаете. Кому как нравится. Буквально недавно, то есть 70-е, 80-е годы, говорят, о чеченец. А до этого кем они были? Видимо, ты поменял аккумулятор и стал лучше видеть и слышать Башлама. Я поменял аккумулятор. Да, конечно же, это просто ерунда. Вы в советские периоды начинают говорить, что у вас нас... Ну, посмотрите Шаройский район и Тумкалинский район. Да тот же Шатойский район. В советские времена они были небогатыми вообще. А что Наурский район или Шилковской район, чем они богатые были? Кроме Грозного и Грецкой важная нефтедобывающая отрасль, там, конечно, все было хорошо. Те заводы, нефтепереработка, все было хорошо. А в дальних районах нигде народ как был нищенствовал. Это только сейчас появились там все. Я понял, Халиф, я вообще ответил. Хейтерса, что-то не мне. Вот. Почему такую ерунду писать, конечно, это из ряда вон выходящее. Что? Ну, целенаправленно или нецеленаправленно не могу сказать. С 7-го года, 6-го года, 2006-2007 год делали по картам работу, делали, а пробросы уже идут дальше. Посмотрите книги, которые написаны. Книги, которые написаны, в принципе, самими с представителями этого народа, это, конечно, очень непонятная тема. Как можно доверять своим сказочникам? Ну да ладно. Башлам, он говорит, да, я видел про массовый падеж горных туров. В наших горах я не видел, в Дагестане видел, в Чечне не видел, Ваша. В Чечне не видел такого. Он в 4 эфирах произнес, что уарцы произошли от татар. Смешно слышать его. О, уже от татар произошли.
Уаст Паша, кому только не припишут, то к татарам, то кому-то. Блин, что за дебилизм, конечно. Ну, у меня есть источник, который написан наоборот. Дейл, да, есть. Причем это написал немец, что не карабулаки являются татарами, а вот как раз те, кто это говорит, вот они являются. Дейл, да, ссылка, уж у меня есть это. Я не знаю, очень сильно идет атака. Шамик, мамик. Шамик, дал де, алвел, дал духу ахвел. Хакой чукача, уж хазирсун, дал де, алвел, дал счастье, волдху. Вот, конечно же. Ладно, мне то, что не нужно, у меня... Это его. Цачики да зухаз диар. Заболтать я шинауаст. Вот он и рассказывает вот эту чушь. Могу сказать, если ты так сильно переживаешь. Нет, абсолютно. Сон яхи чундац. 4. Да, 4 пришли. 4 доната пришли. Сагаттаю шундацура. Не переживай. Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Дела, брат Ильяс. Что ж ты так пропал? Я так хотел с своим братом посидеть. День рождения дочка. Ильяс, Ильяс пропал. Пропащая душа. Кел нускал далин мясо савушу. Евреи Равина спросили, кого можно считать евреем. Равин ответил, евреем является тот, кто себя ощущает евреем. Так. Ола, сагатта вишон, да? Башлан, ты прав на 100%. Вообще не стоит переживать. Ты можешь сказать сколько? Могу сказать. 700 рублей. Все, успокоился. Хаюмаяция. Да, не 7 тысяч. Может, ты пойдешь, посчитаешь у Бузултанова его копилку, посчитай. Я в Москве, брат, приезжаю в Москву, ты же знаешь, очень рада будем тебе. Москву пока никак, братишка, пока не стабилизация, нестабильная у нас с тобой, у меня, по крайней мере, экономика. Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Ну да, у меня же не целая армия здесь. На зарядку поставлю. Да. Я недавно. Адлан Гурса. ДРС выложи. Семашка, выжишь ДРС, кто там твои мелочи. Ола, братик. Задаязываешь бацамца, сон. Высокий. Смотрите, что за высокий Евгений. Что за Евгений? Ты же знаешь, брат Ильяс, появляется кое-кто. Разные. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ничего, альхамдулилlah. Как жизнь, Держимся, брат? все понемножку держимся. Бог даст, еще лучше будем жить. Конечно, конечно, надо только позитивно думать. Вот красивая у тебя улыбка. Да. Молодец, красавчик. Дай Бог, чтоб всегда так улыбался большое. до конца дней своих.
Это, ты знаешь, дорогого Пытаемся. стоит. Хуже всего, когда, знаешь, люди огорчаются, там, расстраиваются. Вот надо жить всегда с улыбкой и вообще ни о чем не переживать, потому что жизнь одна всего лишь. Мы две Да. жизни не Ну, у проживем, котов, мы не кажется, 7 коты. или 9, кажется, у котов в жизни, да? Считается, что много жизни, а так, конечно, жизнь одна. Я, честно сказать, считаю, что ее лучше... И надо Да, есть, прожить ее вне достойно. всякого сомнения. Вот. Чтобы, короче, дети помнили хорошим словом, чтобы все старшие уважали. Я, ты знаешь, это в Грозном был, когда в мае, мне святейшины возле храма, альхамдулилля им, вот, они сказали, говорит, брат, здесь тебе в Грозном, короче, и во всей Чечне все ворота открыты, ты наш. Ох, чего. А, я говорю, а почему вы меня, ну вот вопрос задал, говорю, почему вот так вы меня приняли? Говорит, ты Мгм. правильно живешь. Я говорю, а ничего, что я выпиваю? Это ничего, это, говорит, потери, короче, это, нормальные. Причем дядька вот с такой вот папахой, блин, на палочке стоял такой, самый уважаемый, короче, к нему все подходили. Э, так, я увидел, что это очень уважаемый, короче, дядька. Он то ли из Да, Урус-Мартана, то наш ли народ, из конечно, Шали. в общем-то, очень гостеприимный. Главное, чтобы, в принципе, на Кавказе все хорошие гостеприимные люди. Главное, чтобы вот есть некоторые краеугольные камни, которые не затрагивать, не трогать, и чтобы не было проблем с этим. Вот это, конечно, Да нет, зачем эти вообще, брат, зачем вообще эти камни вообще да. нужны? Оно вообще никому не надо. Мы же рождены для того, чтобы сказку сделать былью, а не для того, чтобы там кусаться Да, между собой. есть, конечно. Жизнь прекрасная штука, надо ее прожить достойно, чтобы помнили Да, потомки, что мы эту жизнь прожили для них с большой отдачей. Вот. Дети это наше все. У меня пока 5 детей, которого я которых я знаю. знаю. Хороший Хотел ответ. бы еще, Мне сейчас нужно перезагрузить эфир. Сейчас время на брат, заказ. Давай я перезагружу и потом уже продолжим. Окей? Все.
Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Не знаю, вроде суббота. Все спать хотят, наверное. Yok ладно, сообщение. Şu yaç. Дом из военных пляж. Ага. Есть такое дело. Так. Отвыкли от эфиров. Не знаю, наверное. Отвыкли, могут, может быть, хотят. Вроде суббота, завтра на работу не надо идти. Я не знаю, кто он. Просто подписчик. Национальность я не знаю. Так, ну, с днем рождения тебя, прошедшим, Далдел. ДРС хил ваша. ДРС хил. Сай старый гвардии царец, они доздачивался, но не получилось, к сожалению. Да, духва хуа. Чувак, чувак, ну, наверное, зайдет Ильяс. Так. Ну, бях мобилыш, я не знаю, цунгшадег им меллу и ваци, я не могу контролировать людей. Поэтому многие потерялись. Наш этот на связи, Мелодис. YouTube канал на связи будет, будет там, есть люди. Если устали, может людям дать отдохнуть. Барон, ты походу с личного чата переключился теперь на общественный. Сасон, я не знаю, кто он по нации. Евгений, 54. Ну, 54, 84 человека смотрят. Нет, сглазил я, уже 78. Сколько там? 70, 81 человек. О, Акинская братва подтянулась. Акинский спецназ 56. Ну, значит, еще можно немножко. Ща, мелок.
50 вошла, дюзна обошла. О, Осман, лучше не говори такие плохие слова, Осман. 40, братан, 40. Это кошмар просто-напросто. 40 лет. Аслан очень медно играется, урон тут. Не, почему? 4 человека сегодня задонатили, Ильяс. Иштмаал. Мои братья до конца. Ну, да, конечно, не мажоры, не крутые перцы у меня, но каждый как может. Зато вон какие уже у нас хорошие книги для новых постов. Конечно, работаем. Работайте, братья, бяхченеден. Поэтому дикник херду. Когда какой-то фильм с этим, с Мирот Чуавик в Турции, Хасан Баев в Турции 16 февраля будет проведена операция мальчику из Африки, которого зашили глаза. Да, он шел до отцу. Это хватит на один эфир, Резван. Я не понял, что это хватит. Башлам, ты на 2 года младше меня. Да, братик, младше, есть такое дело. Том Круз, Чуауэрс, каким-то лицо со шрамом, что ли, там что-то такое. Так. Резван, не знаю, ты не переживай за это. Кто смотрел «Бумажный домик»? Карточный дом, вроде сериал. Уродливое лицо там, да. Так, что там еще? Задавайте вопросы, если есть, конечно, отвечу. Да, не проблема. Их просто никому не интересно в это время читать. До конца эту часть добью и уже продолжать не буду. Так, ладно. Мача. Сейчас постараюсь показать. Сейчас. Да, здесь уже все. Цагает Рачморсу. Видео. 1016 неопознанных советских граждан. Да ты что? Да. И вот смотри, как они ухаживают. Не обязательно, это были 41 год. Вот это просто граждане, да? Это граждане, солдаты, всех, кого они пленили, да, все, как они зашли через Беларусь. Мирные жители, Мирные, военные, всех подряд. Там, здесь фамилии, все. И самое интересное, вот эти камни недавно стали известны, это новые, вот они 2 года так стоят. А это вот эти, они усеяны, вот эти поля, вот это поле. Вот это лежит один Исаев, там такой. Видишь, Магомед Али Исаев. Цыган, Магомед Али Исаев, да? Он тоже. Кто-то близкий Гергача и Милуца Магомед Али Исаев. Ахмед Хаджи лежит даже. Мы его недавно только нашли, года 2 назад. Да ты что? Архивы поднимали. О, Шабишнанский, да, Павел, что? Ты смотрел. Они их похоронили, там есть уже 3 минуты? Да. Я тебе сейчас...
Это русские, советские граждане. Военнопленные солдаты. Военнопленные, все, и мирные, и немирные, да. Кого находили, того и хоронили. Хабали концлагеря, да? Ну, очень интересная находка для меня. Мы сюда приезжаем и на Махнуш, короче, приезжаем и ставим зеленый флаг, да, вот это. Бейрак, но его потом убирают на следующий день. Да ты что? Сейчас я тебе покажу. Вот смотри, здесь написано по-русски. На этом кладбище покоятся 2322 советских граждан, умерших вдали от родины. И Что-то, да. Мадуккан хаlir раски была царь ждаях. конечно, 100%. Акайлар еш, уход делаш, что я делаш. Вот ты снимаешь? Ага. Вот здесь снимаешь? Айделаш. Ахмед Кейдукаев. 100% военные. 1911-43 год. 100% фамилия военные. Господи, Кейху да. будет. Или Кейху будет. Да. Да, Кейдукаев, 43 год, да? 45, видишь? 43 год. 911-43 Ну год. там в архивах нету его, где он рожден, и всё. А многие там есть Ага. архивы, где рожден. Населенный пункт Уногена район. Он и правит, это уход делаш, что Махалдер Гаск, что шишки елбу. Ты ладно, Карина Замебу. Живут, они в траву уходят. Ладно, сходим. Постоянно за этим ухаживают. Ahmet, Busal фамилия шмя, духлицыга. Ё-ё. Это я по утрам. Вот так и живем. А совется два. Ладно. Дух их просто дух. Как тебе устал, Катя? Как тебе набрать? Ильяс, я не понял вопрос. Ты про номер говоришь или что? Номер у тебя мой есть. Какие-то уставшие вы сегодня подписчики, без вопросов. Я когда останется после сейчас связаться хотел, не могу кнопку найти. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Рахму. Алхамдулилlah. Дину. Vedeli şu kudiyas ku saway shar salmar duşum. Başlam sahukat var хamba. Током тайпе там примерно представление мое есть у нас. Током хубо до тайпе
тейпе только более развернуто. Мастью и hadith. Масть, дайте там недолго рассказывать. Тейп – это кровно-родственные, то есть хацин, нах, волши, мягче, щечуй, дейщичуй. Это все твоя одна кровь. Вот это тейповое. Это не обязательно там близкие, но все-таки все, кто связан с твоей фамилией, с твоим тейпом, это один род, понимаешь? Дейши чуай, ворхи, дейши чуай, все, которые входят в один тейп, хальдеярова, вухин, хашабиш, хальдеярова, это твой тейп, они все считаются кровно-родственными. Тухум, это, допустим, омала, аша, хальдеярова, болчаш, ты тейп не ждать будет? Все как там. Понял ты, да? То есть сейчас, чтобы было понятно, если разделить на тухумы отдельно, допустим, это батсмийский тухум, это кистинский тухум. Батсмийцы живут у себя в районе, между собой они все являются одними. Даже не друг другу, кровно родственные, на одной территории проживают. Допустим, хивсуры, тушины, щитухом дукуш. Это примерно. Тейп, он скидывается обочу. Тейп, он кровно родственный была. Я, скорее всего, может, гар кровно родственный, а тейп, он... Нет, тейп считается, нет, тейп это не обязательно. Гарам, это ведь тейп, но да, если сейчас отдельно дубов, что их духает его. Тейп не швоша, Мария больше, мы будет сухендуна. А вот это есть некоторые. Нет, Гергер Мабаци, он, например... Нет, я тебе объясню. Нет, у Гергелу тому что у нас считается, Гергелу, да, уже считается 4-5 колено, да, махасня, уже как бы считается не близко родственной, понимаешь? Но есть те, которые принципиально только шейтай паникбе, цаялуш. Есть люди, которые... Все предки шпухонишь. Вот, только шейниш бе цабалуш. Шейчаль бе мари цабал, шейниш бе бала цабал. Но это считается вот в основном. Не, Хажа, Асумбо, примерно, вернемся где-то лет 200 назад. Хоин Гюрджер Адахли. Хильдя Йокма Юшели. Ja. Что гарниш разный доктор. Хазла, объясню тебе, Сокриет. Я тебе еще раз объясню. Хинс Хильдя Ройбу. Гергер Мадас, Тейпан Дут. Ты не понимаешь, что Гергерду хунду аял, что шаду Хильдия Рой, у вас один корень с одного человека, понимаешь? А это уже декабрь. Это, ну, из там хадис была, все появились от Адама и Евы. Чем больше, Хазал, смотри, есть люди, которые ялушешбу, есть люди, которые не при... Я не могу сказать, что вот аж именно и что. Саали сейчас хильдиараш, только хильдиараш себе зуца ялуал. Такое я не смогу сказать. Генер Гергер, Уллер Гергер, ты путаешь просто. Уллер Гергер наха, аши чуа мягчуа, деши чуа, де мягчуа бу. Генер Гергер, а ты пан будешь, хильдиарой будешь. Но ха омалар хильдиару, а хоку загара, ашки хильдиару. Ну шишина орама, там 500 лет, 200 лет тому назад цапбу. Кети вас бошты? Будете, сан хайтиш. Трочно. Дам иш дуэр. А то Дам иш дуэр. Ахалдо хильдиарой бока, что аж хавеза дукваг. Он се орам Гергер хилдиар, знаешь? Не, Цундер Маду, почему ты думаешь, выносились тайповые вопросы, чир екар, тайпан хумхуле, масла, не обязательно омалар хилдиарвай бахбиз. Но чичуа гюржи махкар, шабол хилдиарвая, шуцанюр тахагу бела, царишение принятие, ой чир даю карю, киеч тайпан стеген. Масла там, ну, цаяка са тайпан, чтобы не было. Это вас вот бошты. Ишкала и халах. Поэтому же говорится это. Просто из-за того, что разрослись, в дальнейшем мы разрастаемся, становимся все больше и больше. Допустим, цархилди ярочу, майсто ялё, укому дышни ялё, маслабас. Если ю дышни чугмарио говорит, это уже из-за этого они не являются вот чисто, они не становятся, цинбеж уже хилди ярочу, цинбеж уже дышни был. Она сама остается, остальное, но
А если бы, только ученик это очень опасно и чревато последствиями. Во-первых, о том, что дети умирают очень часто от таких браков, когда одна кровь. И болезни разные развиваются. Ну так наука говорит, это не в обиду никому, я не хочу никого задеть. Вот. Я немножко, знаешь, все-таки или не понимаю, или воздержусь в том, что Тейпан, Хильде, Харой это не кровные, а просто племя такое, племена. Ты не прав. Не может быть. Allah, Хильде, Армелу, Гергер, Ходама, Асвебо, 200 лет назад. Гергер был, Кубохул, они тебе ближе был, Мадуйона, Своба. Ага. Объясни, кто, чтобы тебе было понятно, чтобы элементарно. Очень шибер милхул олше. Шишин шхулок. Тербеш голше милхул. Мягче, ахил. Тербеш милхул. Тели, тару. А дальше, за 7-е колено, ты уже они друг другу никто. Они не знают, но они знают, какого они тайпа. حديث رحاج شنو شو خلدي هاروش واخي ان حزم خلدي هارو اسم تاو مالم تيب ابرزوات سموه دينبو هيستوريس خلدي 11 ساعه 10 خلبا كان كان سلام شو وشيلي شو تيب تقدر داتر يمكن تقيد تيبان نالوج ليست از وج الكروتشي غير زودي جنبا نالوج سبوتي تسيبوش سي زودي جت خلدي هاروش Горскош, Вохцар, короче, Сухана, царь, короче, царь, племя, хелетус. Шей, жизу, диген царь, хацал жи на царе. Шей, зучон, духаль, цаворса гви на царь. И несколько человек из семейки, из-за рода, хильдия, ялдия, ялли. Ишта, хильдия, хару, тастана, харбош, образоваться, дин мадуй, алгерсу, хильдия, хару, тейп, примерно. Название тейпа появилась непосредственно вот от Гара, я тебе скажу теперь, Сегар, он действительно, Гара действительно цейца будхо. Есть такие годы, ген вот цевес, да, ворги да, уй, ногчи чуаб, ас уже мосты я построил, ногчи чуабол ума, был гурджа, был хилдар, гардол ауш, будет улфай. Уже туна, Карина уже. Видно? Гарат حداو действительно عندها تحيي لكم اخيل دي هروي قلع برشا تعتنا حر ابرزوات سدين ايش تعب قاعدين زوسير سيزا одно брать ايش خلق مش جرجر خلق ثاني قال غير поэтому Мари Игорь Ялер хунца дешер цар алгерцо. Нет, Ялер еще раз. Ты у меня спросил, есть, допустим, общее правило. Да. Общего правила тейпа, основание тейпа. Это кровно-родственные друг другу люди. Кровно-родственные, то есть считаются одним, понимаешь? Одним целым. Что касается тухума, тухум это просто люди, которые проживают на одной площади, но не кровно-родственные. Масла, Мялхи, Майствай, Хильдиаруай, Хачруай. Но они все проживают в одной местности. Вот что это значит. А название тейпа это уже, ты извини, это зависит уже от непосредственно мест, этноним, гидроним, ишхайоч, хилдия бочар, хилдия, о кичар, иштуценю, валикум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так что, есть общее правило. Не может быть такого, чтобы хилдиаро больше, что или 10-е, или 15-е колено у нас не были друг другу родня. Понимаешь? Так вот не может. Согласен, может, да, там, да. Я же не говорю, что нет. А вот чего иштат. Просто асрай мабахара, 5-е, 7-е колено, 7 вообще считается за 7 колен. Орх 7, 10 колен. После 10 колен ты уже... Да, уже они не считаются как бы одним целым. А что интересно тем затронуты на ацевела башлам омсыр вежери со подключиться дишу порбан деврес халан башлам. Удеш что дерге мог что не на халмоду. Да. Сайн хитер. Исрапилу или асудо диа арча свет таенек бисланушен.
Ой, Ассаламу. алейкум салам. هر اقی او هر شوانو او هر خیلده او هاي مثلا حيث مسام уже масо тяда жаляшна ойшо со экспорту ер Москвару ер Казахстанеру ер Ингушетиру ده غض غوش قيتوي ما شاء الله ما صنع سين Подожди, насчет тейп датс, уже у нас прослеживается это самый дохкий тейп, уже 500 лет. А я ломекшу после 8-го, по отцовской линии. А вот самое интересное, Фудухойшин, по материнской линии 9 они прослеживают. И вследствие я ешь у нас движение внутри тейпа. تايب سين خيتر قلت احتلم بنيرة сажим летер. Тейп, в моем представлении, это сложно-политический союз, состоящий из родовых отношений. Масла, ламбу, вадо, шхиду, сиха, соужадажваш, диаха, башла, мужадажваш, даан. Ако, саханельче, вая, хималодох, вая, истри, далах, даан. Так, ассаламу алейкум башлам. Ва алейкум салам Исрафил али. Уэн адам мадизи. Камел хол. Са дюзел ху. Башлами дюзел ху. Ош залун шхол. Тедо штолгу дика ишичу эхелриетер. Ишвеш эхелриетер. Сатер дохсан. О дика. Иш плюс они образуются в одну единую семью. Чурнах олцар. Чурнах. Из чурнахах составляется племя. Чурнах. Циннах, ханаур циннах, цанте панюах. И циннах ламек, 20 циннах ламек, в зависимости от его возраста. Маслается 100 лет, 150 лет. Дольштейпан конкретно башлам смобов по одной линии вахьямекис. То есть конкретно 100-150 лет. Племена, то есть тейпы, которые имеют возраст 500 лет, 1000 лет и более, и таких, разумеется, у нас есть. Если мы себя называем автохонными людьми Кавказа, то значит у нас как минимум 2000 лет, как мы на Кавказе проживаем с наших времен. Сопредставленница Тейпога за Чурнах Буберге. Гара, Исрафил, Гара. Гара и тейп полдел чуах, это масла ворхден и вахаби, на вахабо шпует, тейп хваттел лехвай. И тейп хваттел, вот я отколоться денел частью, откололась, может, мигрировала в какую-то ту или иную сторону, соседний лам, диалам, юхи, чуть дальше. Вот и гарду алхетсу. А не откололась, а ответвление. Ведь но до гара еще есть нех. Нет. Из-за вот здесь вот сложный вопрос, Лоша. Нет. Я в своем понимании объясню. Вот, допустим, мои сыновья на 8-м, после моего имени, на 8-м уже шайнек, право есть у них. Цатчар будут оставляют свой нек, цатчар разделяются. Тут как бы арифметика. Не гара тут цацкан хисой. Ветка от основного стебля, ветка. Из ветки цацболчар не ола цацболчар гара олцуна. И конкретно сформироваться и подняться. А Маяхар, если они переселились в другое место, родственную связь, ветка. А нек, если мы остаемся, вот, допустим, в своем обществе, остаемся, мы никуда не уходим. Это уже нек. Если куда-то ушли, там, на равнину, или Амая на другой лам, это уже ответвление. По горам сосед. Да? 23 утиля, 22 хулте, хулшуим, и моуэ, ответвление, но некоторые берут от 7 числа не али, некоторые и так да. делают. Ну, 8-й, если точнее быть, 7-й, 8-й. А могу ли хайбах, дедет, хаит, Куда чавар, ду?
Орх обязательно. 7-8 Варх Видно. был туда, я лгит хотел максимально. Нужно узнать, у нас до 16 у меня выходит. 16-15, некоторые говорят, что 30 знают, но я еще не натыкался больше 17-18. Депшхилду, Алхетсон, Башлам, Арезу Ацанхац, Дючин. По твоей части двора, к сожалению, Сейлтоцик Дючуса, ну, как-то, если у меня есть такая возможность, хотелось бы выразить свое мнение, да. Тейпа, оно всегда растет. Для чтать и шадолча. Вой омю ахдух, ви давался прописку шхалацуна до 4. То есть он получал вид на жительство, пока не перепрыгнул 4 колена. Уорх дагвальча непосредственно де хохулшхала, который имел право голоса, то есть право быть избранным. То есть масла хулили за мягко. Варх Дагвар считался он коренным или что ты имеешь в виду? Варх Дагваром 100 лет надо еще прожить. Вид Давальч получал, видно, то есть в течение 4 поколений он получал вид на жительство. То есть он имел право голоса. Да? Не, если Тейпан голосует, он имел право голос, но не имел права быть избранным. Это. Когда перепрыгивал с 7 колено, вот тогда он имел право быть избранным. Тех или иных деяний. Хулили из темло, хулили из генерал, хулили из юрта, хулили сторож, хулили из ляматля. Младший сотрудник. Разница, потому что кровь, когда смешивается, она, то есть слабые гены вымирают, крепкие мутируются. Это доказано наукой. И оно с течением определенного времени, примерно 200 лет, мутируется в одну клетку. То есть генбор, куда он в данном случае? Моральное состояние человека. То есть он, с примера я лехон, ейчу бежен жижик теса иткил. Ейчу сакил исто жижик тес пехдойвай, из исто жижги, из бежен жижги чамхер буцен. Вот так вот человек тоже становится частью этого общества. Непосредственно, может, что лохи. Это я понял, смотри, что тут говорят. У нас в Чечне, которые проживают в Суили, они такие называются Тейпан Суили, говорят, хотя они 7-е поколение у нас проживают, и даже 10-е поколение, но они придерживаются тем, что Тейпан Суили душа шан. Куда их ведут? А Тейпан Суили в данном случае не мусар бюцер. Это не принятые. Как это не принято? Они в данный момент являются Не принято, это обозначает, они не имеют статуса никакого коренного. Шайсюли бо улица, шайсюли бо. Если они другим тейпом не называются. Смешанный ногчим, муаттабиш ногчи, даёгош ногчи, хаяла еш. Весь гергер ройдош, окома бах. Понятно. Но тейпон юхи, хачибалин, мабат, никто же на себя не взял их. Сдас. Халхара дуку каннаш даха. Вымерли. Кельнаш дахна, это естественный процесс. И каждый раз адам томла, опять алама чдукуш. Сундера совар цанзаман чуа. Ванохчи амма цанохчи зучнах, цанохчи стак хадалламач. А когда вот это сначала слышал, так бывало обидно, что все как-то непонятно. Это все называется политический союз, сложный политический союз. Шай тайпанаглас, хай хум мухе, что той мух образоваться дед. Иш лица мух. Саугар любимый. Ну, что ты это выводили раз просто соном может. Валла хинза асталательный из голканта, шоной тайп шир тайп до. Что только мюк, только может. Нохшмахкой тукумду. Нохшмахкой тукумду. О, древний Хенш, Халяч, Северный Кавказ, еще, то есть обитать еще zaman шахдуя ич, ицхенаха, нынешняя сванетти халю, ширмахкбуй, шезер шаал, 1600 лет, талах ицхена. До этого времени проживали нынешние сванетти по реке Нескор, Басачуберское ущелье.
и Цера. То есть Шона составляет из более 400 фамильных родов. Более 400 фамильных родов. Насколько вы мой озер. И Цунаха более 200 замну. Даржмадой Адам. Даржмадо. Иш Даржандо Адам. Массерду иш. Арлой бу. Беной. Любой тип. По твоей теории, Шурнош образоваться одинак, а Мабохоре. Вот я жадажусь. Башла Мессия жадажусь. Бисла Филие. Арах, Мугуа, Алам, Салам. И Эзари. Я ходил, задаться, задаться. И Эзари. Насколько наука показывает, более 4,5 тысяч лет назад Шона мигрировали с Месопотамии. 4,5 тысячи лет назад. И входили в состав хурито-шумерское образование. Юхцулт яха замнаш нашего века. Последний года, что и последний года. Хурито-шумерское. Хазарский каганат ёлча. Хазарский каганат ёлча. Шона я именно из Ду'у Ахинбу. Именно Гарьол, Церка Сулакский, междуречие улицы на гниз. Чингисхан, вещь, Миша Баршу, Сига Баришу или Лаха Баршу. وعبر إلياس عبر قيس Чингисхан, вот хотя бы Хадовый, Вора. Чингисхан حوالي عبر كمبر كسبيسكي مورد ولا Он хазла адуется досова, он интересен, действительно, следствие, грузинский профессор подтверждает лишь, хазарский, когда хазарский каганат существовал в то время, шоны были из тех, кто намывали золото. Золото, черный металл и в колцунах медь. Вот. Медь намывали. Вот три позиции. По реке Ненскар. Цвет медь. Да. Вот в Ненскар впадало ведра. Там была другая община, которая серебро другое намывала. Когда примерно 1100 лет назад, когда пришли... Там это происходило, да, это все? Даже 250 лет назад, вот из этих земель, 53 гектара земли, и метки, и пеш машкарин, метки лет 15 назад нашли. Там въезд в это ущелье стоял овен, золотой овен стандартного размера, настоящего размера. Когда англичане пришли в Англию под мотивом как бы нефть копать, он обошла. Вот в это время армянин продал этот овен, золотой овен. То есть это когда заходил, вот эта версия, мне грузинские профессоры рассказывают там. Это не я сочиняю. У них это все фиксировано. Следствие, и царил пеш машелш. Орги истории езаются из кедашуна. Были то время нахские племена. Из-за момента хазарский каганат, то, когда пропустили викингов и варваров, прошли они сквозь хазарский каганат, чтобы ограбить Шоной, увидев, что они не справятся с такой нашествием, через Курхатебяхкан побоишь. Они вывезли все золото, все и ушли в ущелье Бечо. Это под Эльбрус. И там стоят 3 селения с 26 башнями. Это нынешняя Грузия. После этого там начали намывать золото, тоже по той же ремесле, начали спонсировать Аланскую республику, которая последующей стала империей. Откуда они добивали золото, намывали золото? Они на шкурах намывали, в реку ставили шкуры, толк-шляхки. То есть дольше золото было все-таки, да? А? Вся кавказская ривьера в золоте, только добыча дорогая на сегодняшний день. Вся ривьера в золоте. К примеру, Страбон описывает вот этих людей. Большие специалисты, я даже боюсь с вами разговаривать.
Ну, это научно, это не я сочинил, بيطلع это شو научно. بيطلع так- شو برجع شو برجع قاعد بيطلع هون как раз нормально теме он. Заходи, брат, что интересно, Дон Абошик, что такой человек просто, что уча, золото перерабатывать, тяж добивать, тяж, что ты болбешь, легкий. Там видится, чеберлой бух, киберш будуку тейпнеш, мадуица. Тейпнеш альчинах бух последующий, свой тейпнеш что. Но часть именно это место, в чем интересно, как рассказывает мне в своих рассказах профессор Квициани Пахловович, будучи заведующим завкафедры Академии Джухашвили, было найдено 400 монет Александра Македонского, богцу, 400 золотых монет. Из них 370 монет мы нашли именно в этих квадрате, которые я сказал, 53 гектара. И как он мне объяснял, там монеты, что ли, или там оказались они там? Азла, золотые монеты. Он мне потом рассказывает с его слов. Эти монеты назывались в то время варварками богцу. Почему они назывались варварками бог? Потому что Александру Македонскому монета стала дефицитной, и было разрешено печатать по месту, кто намывает золото, им было разрешено. А так как их печатали варвары, это люди, которые не имеют над собой царя, государя и так далее, их всех называли варварами в то время. То есть своим укладом будет варвары. И вот что интересно, из 400 монет 370 нашли в этом промежутке, и когда они сделали анализ этих монет, то тем золотом, который течет по Нескор, кстати, Ненскар переводится материнская кровь, это древнее, щира войнеха доштуис, ненцар, ненцибо доштуис. Это, то есть, они питались от этой реки. Вот это вот золото, минералы этого золота соответствовало минералам, текущим по этой реке Ненскар, в которую впадает Кур. Кур впадает в Черное море, с другой стороны в Каспийское. Это самое между двух морей местность. Вот. Хорошо, вернемся обратно, как тема разговора моя, как образовывается или образовалась тейпнеш, токам шубол, тейп упол. Мне один задал интересный вопрос, Ахмабо, Ашбех Мабилу, Асверси Махбецен. Вановчик, Амух Халдерлатиал, Хаттер Дерсюксен. Конечно, долго не задумываясь, потому что Дукку Камелда Дуалдерч, Кегодьездер, Новчик образовался из сливок всех цивилизаций. Из сливок всех цивилизаций, которые сомкнулись, примкнулись на Северном Кавказе. То есть, кем они были и почему они жили в горах, в настолько высоких местах, недоступных? Потому что наверняка их преследовали. То есть, когда уничтожили всех Романовых. Потому что если Романовы были на свете, значит была угроза новому образованию. То же самое в нахском обществе произошло. Когда те или иные образования составлялись, пока их верхушка тех людей не отрежешь голову, новые завоеватели не могли на него претендовать. Сторонники Ноя Ковчега не будут с тобой согласны, потому что они сразу скажут, ногти хлаб уже цигерди, а должны ногти муатта, ногти кама. Ногти муатта, он один. Ну, сухит абох чуха. Мотта му бэс юкхач, мацдерге, да? Это общечеловеческое достояние. По языковому голосу, на хагартхамот бу, гарважмот бу, мотта отдол дошт элоч бывает. Из масла тагана, о, моде дал, короче, ол, вот хадашин сихвельч. Ищ келкел тюркский хан елчо, персидский влияние елчо, ординский влияние елчо, кел влияние елчо, и цани ордук кутагам дешнеш. Конкретно тептер. Ну, ich duila mein hoch du ich sanu ka dort des nicht weil des nicht mal dort san noch nicht matta dort что noch matta immer boy zu dem Карл Борис. Okay, это суба. Des nicht короче дуил hoch du wenn sagen adjudin. Ich geht doch des nicht mal du al gerzo. Noch des nicht noch mat so sagt dazu gehen noch mat Гюрзиш, хуй суаниш буиш.
مش باتش بوش من غالغيش دكشار كروتشي حموت بيش خلا الخيتسون خلبر الخيت Лам Гуржи. لام قرجي خليتا هون تاعي تحموت خربر الخيتسون سخانة تحموت تلتا سونا ديالك خيت لا تلتا سخانة ديالك شكلا Gürcü matta yaz yaş khilla zaman çuah. Gürcü mot boza boş qiyata qish in ma bu bergina isen pismin stol çuah. Qi pismin stol çuah qiyr qish kepar. وي بيسمن استغلا وي موتو سخرين سمديني شي Цер письма, церковные письма, мое цер, моя, она общая. Падыйsa sun elçin произношение şüyetsiyasın deşnaş. Gürcü yuqah duqu oynayıq deşnaş duşun. دوخا Dostum akarda sun sakni karinir şunu ara xurit şumera xuritski se urartu matbariyesun xars mariyeso duqu türkski deşnaş duqsanyo. Duq. Да, говорю, проблема элементарно даже вир хайца, вир сердош. Абахе. Gürcü naциональный Уральский, алфавитский, кадука, турецкий, тюркский, дешни, что хабах. Ha? Tungine Хабах, мечаяз. tungayt nas goyturuyor etnik. Багдадсон. Абсолютно. О Казахстане, видите? О, Казахстан. Ажал, Меча. Исрафил, Карагандинск. объяснять то, потому что буквально год-два... Астана, Павлодар. Буквально год-два тому назад, остальное это ваше мнение, это вы имеете право обсуждать, я ничего не говорю, я просто в основном слушаю. Что касается хурита-уральского языка, нету никаких тюркских, никаких слов, потому что представители, последний, кто разбирается в уральском языке, а плюс это хуритское слово, то же самое, в первую очередь тюрки бы заявили и сказали, что они являются потомками урартийцев и хуритов. Единственный Магомед Аглу Бошуй, Турцияуй, он пока еще живой урартолог, Олцунов по языку, они искали, с советских времен искали слова, которые совпадают. Есть только один язык на Кавказе и за Кавказе, который совпадает более или менее... В большем числе, да. Более или менее, который совпадает. Не, он в прошлом году, да, в эфире сказал заявление. Есть, да, официальные турецкие СМИ, Официально азербайджанские СМИ, все заявили, что этот язык только с чеченским, ну, чеченский это ингушский отдельно ряд, с чеченским языком совпадает. Поэтому, если бы там было бы хотя бы 10% тюркских слов, 10%, они бы сразу бы сказали, что наследниками уральской цивилизации являются так же, как и чеченцы являются тюрки. Но есть там две версии. Единственная версия, которая, как всегда говорили, что они потомки хуритов, это были армяне. Но когда начали доказывать, ничего не смогли доказать. И там, если я не ошибаюсь, из 100 слов одно еле-еле переводится. Мы немножко путаем турков с Турцией. Нет. Тюркский язык, я прекрасно знаю про тюркский язык, я тебе говорю. Тюркоманы, в любом случае, разницы нету. Начиная от Турции, заканчивая Казахстаном, Киргизией, вплоть до Алтая. Якутии. Даже не понимают слов друг друга. Разницы нету. Они себя считают одним единым целым. Если они не понимают даже, но они считают, они говорят, мы одно наследие. Например, на сегодняшний день калмыки, нагайцы, допустим, калмыки, нагайцы, хотя говорят многие, что и те, и другие являются прямыми потомками монголоидов, они не признают. Нагайцы говорят, мы потомки узбекистана. Мы потомки узбекистана. Калмыки не тюрки. И они очень сильно делятся. Но, научная, если мы говорим о науке, монголоидная раса, ты же знаешь, что такие монголоидная раса? Они относятся все к одной расе. Есть всего, вообще, по сути, 3 в советское время говорили. Но сейчас уже 4. Европеоидная есть, индоевропеоидная есть. Да, это уже после. Есть кавказианская раса, есть негроидная раса, есть монголоидная раса. Потом начали говорить об австралийской некой тихоокеанской внести но это уже современный. Одно слово, Башлам. Я ничего не говорю, дальше, конечно. Раса, но когда мы называем монголы,
мы не имеем в виду всех монголоидной расы. Монгол это переводится слово поднебесные. Поднебесный перевод Дюцендош. То есть образование поднебесное. Мы величайший Бог колдует. Туда входили и сирийцы, и турки, и не турки, и агузы. Все туда входили. О, как монголы с тобой никогда в жизни не согласятся. Они говорят, только они чистокровные. Ладно, оставим монголов. Только они чистокровные. Я более конкретного ответа не смог получить, если честно, ни от одного, ни от другого образования тейпов и токомшки терсо. Версия сейчас с Белором, Дуквахад, Ильяс, есть только одно правило, и оно незыблемое. Тайпы – это кровно-родственные сообщества, то есть они являются все кровно-родственными. Ильяс, начало. Подождите. То, что вообще мы говорим или обсуждаем, сун их еты, сун вожх еты, оно не имеет никакой силы, оно не имеет. Почему не имеет? Я обосную. Научное общество, когда выбирает общее правило, оно подвергает жесточайшей критике, проверке ту или иную гипотезу до тех пор, пока она не станет как 2 × 2 = 4 маслабос. Вот если оно доказано, вот говорят, тейповые, как получили название? По горам, по рекам, по местности, или же от своего предка. Допустим, как тейп Чермай, который получили от своего предка, и так далее и тому подобное. Вот так получили название. Вообще формирование, послушайте, мы очень глубоко заблуждаемся, потому что если я вам задам сейчас элементарный вопрос, когда сформировались тейпы, никто не сможет ответить, ни один из вас. Почему? Потому что официальная наука, то, что говорит, за 9 век уже все, нету. То есть до 9 века, до того, как мы появились на Кавказе, Центральном, или отсюда мы ушли на Ближний Восток, или оттуда вот сюда пришли. Это зависит от того, где сел вот этот корабль злополучный, который был. Опять же, по ДНК-проекту и Клёсов, и все ученые, которые, и языковеды, которые говорят, они говорят элементарно простые вещи, что на Кавказе как минимум автохтонный народ чеченцы находится, как и грузины, чеченцы, и адыги находится 7-5 тысяч лет. 5 тысяч или даже 7 тысяч лет. Ни один из нас сегодня, основываясь на лингвистическом анализе, мы говорим, что мы близко родственны хурита-уратийцам, то есть Ишемар, Хадахкиду, Месопотамир, Хадахкиду, Ол. Но, однако, мы же не говорим сегодня Ажаха Исрапел, Хаурарти, Цуцаол, или Хахурит, Туцаол, Беслан, Хахурита, Урар, Туцаол. Почему мы не говорим? Потому что... Ну, а как? Нет, потому что даже в то время, когда говорили, доказывали советские ученые, они считались корифеями Ближнего Востока, когда они все это обсуждали. Я понимаю, что многие люди... Тухум слово, которое принято нами, я же султаник Асхат Майтер Панкисер специально, когда начали говорить, оно персидское, оно тюркское или оно арабское, мы начали проверять. Арабы говорят, он нашел страницу открыть, они указывают, что тухум на арабском слове, это коренное слово арабское, и это обозначает в рамках, пределах одной местности, или пределы дороги, не истчи, он обоснует это так. Допустим, у персов такого слова нету. Видать, тюркизм, вот как он попал в тюркизм, они переняли у него. Он первый, само собой, был в Дагестане. С Дагестана, потому что в Дагестане там много черт сломал, 40 народов, не обществ, а народов, потому что они разные на разных языках. Тегаха и система, ячейками разные нахмабайт, они утомишь, вот у них эта система работала. Я знал им альца. Я сейчас не помню, этого этнографа, это русский исследователь. Это семья. Он взял это, использовал после покорения Чечни, начал использовать его с восточной части Чечни. То есть ичкерийское общество, Тухумду, Ичкери, Тухум, там Шару, Тухум. И оттуда это пошло.
После него подхватил Мамакаев, после него подхватили наши горе, так сказать, ну, горе, не горе, но этнографы. А на самом деле у нас такого понятия, как тухум, нету. Вай оштик вар оштуй. Если мы говорим уральское, это слово дымтоду. То же самое обозначает. То есть они, обозначение для слова тухума идет военно-политический экономический союз. То есть Цханрай она йол базар ярри, ецар юахкар лиодарри, туам телехчхена, туам барри. Допустим, междуречье Терека Сулака или Ауховская, допустим, Аухуа Тухум Хавьёцвой, Масла Халиты. Это все, начиная от Каспийского моря, Сулака, Терека и Ауха. Вот этот квадрат, где проживают Шоной, Экты, там Мелхи, Шабеш, Ашбеш, Бас, Масла Бас, Хальдера. Они образуют, они друг друга. Это один народ, на одном языке говорят, с одними традициями, с одной, все одно. Но они по крови друг друга не родня. По крови не родня. Один J2, L, 3, Q1, разница от тебя. Но они по крови не родня. Башлам. А так они заключают... Сколько у нас тейпов? Экономический союз заключается. Вот Тухум, сегодня вот тейп. Все. А Гарри 180, да, у нас тейпов? Куба, Арабистан. Башлам. 186 сегодня тейпов. Ну да, если Гарри, это 200 холишь. За 200. Ну, вообще сейчас каждый себя за 186, 176, да, на 180. 176. Да. Да. В моем понятии арифметика не такая сложная. Ой, ей Барианс, Бейнер был, который пропал. Говорит. Да, 63. 12 тейпов, говорите? 63. Чуть тейпов. Нет, на ей. На ей 63. 63. Ну вот 63, допустим, это же недавно было, сколько, 200-250 лет. Ну, да, 250-300 лет. Да. Правильно? Да. Сутир дадолче 63, некий гараж дадол, что он 180. Беслан, я тебе больше скажу. Да. Смотри, да, я тебя не опровергаю, подожди, я тебе хочу просто дополнить твоему рассказу. Формирование чеченских тейпов, по словам многих этнографов, закончилось в 19 веке. То есть после 19 века формироваться диндо тейп наши, они не считаются тейпами. Ну, вообще они с точки зрения науки. Хотя сегодня я слушаю некоторые тейпы, я сейчас называть их не буду, но они просто-напросто док тейпах душашься ольша, они выдумывают. Самое дорогое. Сабут халха цанавас машин да такси да давик шварцвоса. Асцунг хуеш волша. 2 минуты осталось, вежри, еще минут биться с нашим сусом. Нет, я мескетини. Кто так? Кавказец лицо, кавказский турок. А кто лицо? Я чеченица. Да ты что, наши предки жили, у вас есть такое селение, мескеты? Это наши земли, барцы. Представь себе. Это человек, который никогда там не был, который по родословии ему рассказывал. Может, его такой, ну, как это? Не, Ильяс, это порожняк Сунбозон, Туркиш, Югер, Чури, Алматар, я там жил. Мескеты. Порожняк. Мескеты. Они, он с Хэтой, блин, турки, да, Гуржиш, Арабия, до 91-го года, не знаю, Гуржиш. Интересно не было мне, брат, он мне рассказал то, что его отцы ему рассказывали. И он у меня... Это тебе так он сказал, что его... Может, одна-два семьи, табаха, царюка, хилфугу, выборш, но все эти нет, месхетинцы, они с другого места. К сожалению, вежри, я понимаю... продлить эфир стоят, сюда вижу, ладуешь, ас из ширка сахта яшгайра, сада чуцаве лишо, и коса дадольшгайра чудо, шамелю, информации, чуты, собяк бац, и шубяк был. Я предупреждал, я говорил, не делайте так. Короче, смотри, историк Хаур Башлам, Сунтахан, короче, я говорю, Хильде Харуай, кровные родственники мои. Да. Короче, Бацбаха, короче, историки и Аллабу. Соочи хабах китаешь, так что Бацбах, так соочи хабах китаешь. Нет, свой гергер, короче, давай, короче, лучше хаус безуй будешь. Не стукай, абсолютно верно. Да.
вспомнил очень Нахожусь в гетто, по работе заехал, вспомнил очень смешную историю. Значит, как-то иду, я недалеко от Коптона, вечером, плохо видно, подходят ко мне, значит, несколько человек, пару латиносов, пару афроамериканцев, начинают что-то там наезжать, докапываться, а меня плохо видно, и где-то мы, короче, останавливаемся у фонаря, и они видят уже, что я такой бородатый, значит, один спрашивает, типа, «Hey, where are you from?» И я тут вспоминаю, короче, Хамзата Чимаева, где он говорит: «Какой гангстер? Вы про каких гангстеров мне говорите? Я из Чечни, меня не напугать». И я им сразу с таким акцентом говорю: I'm from Chechnya. Как они обоссались, если бы вы видели, все убежали со скоростью света. Короче, пацаны, Чечня рулит. Если что, имейте в виду. Нахожусь в гетто, по работе заехал, вспомнил очень смешную историю. Значит, как-то иду, я